пошел. Все, добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, добрый вечер. Россия, сейчас почти гражданин Беларуси, это Беларуси нашей. И серый кот Дмитрий Орша, наш знаменитый блогер на всю Беларусь. Очень приятно. И у нас сегодня такая тема. Я дам, наверное, слово тебе, Дима. Озвучи Да, эту я тему. подумал, что это будет достаточно интересно, я бы даже сказал, интересно, занимательно. Провести такое сравнение двух диктатур. Потому что существует много споров по этому поводу, какая диктатура вообще хуже и жестче, белорусская либо российская. И сравнить режим Путина и Лукашенко. Что они представляют из себя и где свобод, собственно, больше, где меньше. Я думаю, это будет интересно. Очень было бы интересно. Да. Больше всего сейчас вопросы будем, Алексей, тебе задавать насчет этого. Ты как гражданин все-таки, решивший покинуть то ли на время, то ли навсегда, но еще, может, даже нам скажешь, Россию, свою родину, как-никак, приехавший сюда, неплохо соображаешь, неплохо понимаешь ситуацию, например. И поделись с нами, пожалуйста, не только с нами, с нашими слушателями, зрителями. Вот. Озвучь эту тему. Она, наверное, не очень-то сложная, мне кажется, потому что до сей поры ты прекрасно определился, Да, на самом почему деле ты оставил Россию и на какое-то время, видимо, может, и не скоро собираешься сюда возвращаться. В общем-то, я просто не из тех людей, которые, знаете, как говорят, облизывают сковородку, чтобы понять, что она горячая. То есть я не сидел в автозаках, я не стоял там с какими-то транспарантами, чтобы меня за это закрыли. То есть я наблюдал. Не могу сказать, что я прям от и до могу оценить там жесткость российского режима по шкале. По какой-то. Дело в чем? Главное оружие путинского режима — это неведение людей. То есть, представьте себе, вы пытаетесь уехать за границу, у вас какие-то дела есть. Вам отказывают в визе, вам, допустим, какой-нибудь приписывают кредит, и никакой статистики этому нету. То есть, это нигде не отобразится, в новости навряд ли это попадет. Как-то вот вас так по-тихому задушат где-то в углу, и все, вот так это происходит. Это происходит на улице, если вы неудачно кого-то встретили, примерно в таком же ключе. Насчет Беларуси, сколько я здесь был, так тоже на диктаторские нотки в средствах массовой информации, какие-то пропагандистские такие мотивы, мол, не езжайте за границу, вот есть такой там Дмитрий С., он съездил за границу, в рабстве побывал, представляете? Такая антипропаганда, ребята, сидите дома. Но мне кажется, здесь гораздо проще с этим все. Здесь, Беларуси, по крайней мере, тебе... Мы потом в Беларуси, по крайней мере, тебе расскажут, за что и как ты будешь огребать, собственно. Я так считаю. Не знаю. По поводу последнего комментария я малость не согласен. Что касается активных людей, их не просто... им никто не говорит, не едьте там за границу. Напротив, их выдавливают. Даже тех, допустим, кто сидел в тюрьме по политическим статьям. То есть, как сказать, у нас нет политических статей официально. Тех, кто сидел за политику. Они говорят, что им прямо намекают. Или тех, против кого пытаются возбудить дела. Им прямо говорят, валите вы туда, в эту Европу. Зачем вам тут это боретесь, тут создаете проблемы. Просто свалите отсюда и все, и не мешайте. Пусть рабы тут останутся. Поэтому тут наоборот. Нас не отпустили, мне кажется, бы. У нас, мне кажется, с человека забрали бы как можно больше, но не отпускают у нас. У нас это используют иногда как такой элемент, знаете. Не то, что не отпускают, но могут вставить палку в колеса. Мнение человеколюбивое. Да, беспричинно. Что-то у вас видео подтормаживает, Алексей. Да, Алексей, подтормаживает. Вот все, опять определилось. Да, нормально, все работает. Связь не самая хорошая. Мне кажется, знаете, с чем еще это связано? Россия, сами понимаете, 1000 километров на север, 1000 километров на юг, никаких ни соседей нету, ничего. Как они там маринуются, что маленькие поселки, что относительно крупные города. Здесь вы окружены Европой.
Чего, а всё Калининград, рассказывает. например? Калининград это ведь тоже Россия. Ну, Калининград это отдельная ситуация. Там и ФСБшников больше сидит, и, значит, границы лучше охраняются. Это же такой анклав. Ну, мне кажется, там даже чуть-чуть люди другие. Все-таки сказывается близость Европы, близость Польши. Они постоянно туда ездят, в Польшу. И там другие взгляды. Потому что мне приезжали люди с Калининграда, я знаю. То они очень-очень даже вот, с многими моментами солидарны с европейскими даже ценностями. Они нацелены на то, что действительно Европа... Они понимают ситуацию. Потому что те люди, которые, например, живут действительно за Уралом, где-то в Сибири, они оторваны даже от реальности, не говоря уже от Европы, Да, от то есть Америки я бы или сказал, еще чего-нибудь. Россия, она очень разная. То есть Разные, есть совершенно там одно огромные. место, есть другое. Да, да. А вот Калининград, это правильно сказал Алексей, анклав, особый анклав. Потому что судить, например, чисто по Калининграду о России нет, конечно же. Мне кажется, Калининград это самый-самый такой демократичный со всей России, например, анклав. Пусть будет так даже. Потому что знаете ее прекрасную историю. Это же, даже я не скажу, что это Россия, это бывшая Пруссия. Там никогда русских и даже духом русским не пахло, точнее так. И везде это все сказывается, даже истории, и как бы ни было, даже ментальность тех людей, которые там жили, чуть-чуть тоже изменена. Вот. А все-таки нас интересует сейчас этот разговор еще повторится. Разница, например, во властях, в действиях. Потому что я глядел, больше всего меня бесило, просто бесило, не то что раздражало, а бесило. Это наша правоохранительная система. Наша, дальше, разного рода прокуратура, исполнительные органы. Вот это изменилось очень сильно, и то в худшую сторону. Чиновничество до такой степени просто оборзело, не то что... Да, кстати, И оно Анатолий, очень схоже даже с российским. по этой Они теме учатся. замечание. Сейчас вот буквально перед выпуском прочитал очень занимательную статью, о которой даже не ожидал. Но там опять-таки надо посмотреть по поводу того, откуда данные брались и по каким критериям сравнивали. То есть такая статья, которая показывала, что в Беларуси коррупция выше, чем в России. Ну, то есть меня это просто удивило. В Фейсбуке кто-то выложил. То есть там, по-моему, 0,4 там на... или сколько там, да, 0,4 на 10 тысяч, а у нас, по-моему, 2 или что-то такое. Но опять-таки там разные подходы, поэтому меня это показалось очень сомнительным. То есть там в России больше убийств, грабежей, а у нас больше, например, квартирных краж, больше вот коррупционных каких-то дел. Да. Я почему об этом говорил? Я вчера даже говорил с одним человеком, с нашим белорусом, который уехал в Москву. Он такой прогрессивный, нормальный, говорит, бывший военный, его что интересно. Я, может, даже ролик выложу, может, еще и не особо, потому что была подробная от него такая информация. Человек действительно старался, он любит Беларусь, он настоящий действительно патриот, но соприкоснулся напрямую с нашими охренительными органами, я даже не скажу, как они. Его просто обвинили, он старался со всех сил, это моменты такие, например, что было в армии, потом вынудили, потому что у них действительно прогрессивное, нормальное, патриотическое. Там не нужны думающие нормальные люди, там нужны кто? Который бегает, который стучит, понимаете, то есть извращение самой системы армии у нас произошло очень сильно. То же самое в России, да, и он вынужден был перейти просто, говорит, водителям. Точно то же самое повторилось снова, потому что совершенно был не виноват, был не пьян, даже так. Его остановили, его пришили, и в конце концов лишили на 3 года права. Он до такой степени был возмущен, молодой человек, тоже 30-летнего возраста, что не мог просто смириться с этой системой, и он говорит, я просто свою Беларусь теперь, я не то что Беларусь, а вот всю эту власть до такой степени ненавижу, что он был вынужден куда-то уехать зарабатывать. И человек лишился одной профессии, был военный прежде, потом лишился второй профессии, он был неплохим, говорит, водителем, носился везде туда-сюда, просто был дико уставший. Вот, а потом, в конце концов, он поехал в Россию и в Москву и начал работать обыкновенным шпаклевщиком, там, короче, на стройке, короче. Да, на стройке. И, говорит, зарабатывает сейчас штуку $1,5 в пересчете там на российские. И все, и вынужден там месяцами сидеть, чтобы прокормить семью. Я говорю, почему в Польшу, например, не поехал? Ну, говорит, выбор был или в Польшу, потому что он как раз из городка.
рядышком, знаешь, где городок под Завитебском, в стороне Изерищ, на ту дорогу. И Россия буквально там у них километров 20 до границы. Потом он с Восточно-Светевской области. Было ближе намного туда ехать. И поехал туда, как-никак. Хотя много людей едут и в Польшу. Вот до чего вынуждает наши власти. Вот что самое ужасное и самое страшное. И это кругом наблюдается, потому что десятки тысяч молодых людей, сильных, умных, нормальных, и главное, вот они действительно честные, порядочные люди уезжают с республики. Разве Лукашенко это не видит, этого Нет, так безобразия? это такая Он же- тактика, он не просто видит, он к этому и стремится. Чтобы Вот. остались рабы, которыми можно управлять. Все нормальные выехали, чтобы никто не Совершенно пытался. верно. А вот, Алексей, видимо, та же самая ситуация, потому что, ну как бы ни было, то Лукашенко просто то ли это приветствует, иначе не скажешь, иначе бы он как-то изменил бы эту ситуацию, то ли он копирует российскую, потому что то, что мы слушаем, видим, уже в России такая же ситуация. А вот как скажешь, действительно ли такая ситуация? Тебе тоже ж перепало, и неплохо перепало в твоей судьбе, раз ты Ну, оставил нормально Россию. перепало. Ну, не от властей, на самом деле, больше. Мне просто от народа перепадало всю жизнь. Мне кажется, с Лукашенко немножко все-таки другая история. Ну, это может быть разновидность какого-то белорусского ватного взгляда, я не знаю. Но мне кажется, что он еще с самого своего избрания знал, с кем он имеет дело, что такое Россия и чем эти люди опасны. Он знал, что это за КГБшник, он знал, что за ним, что он не постесняется и своих взрывать. И тут как бы и рыпнуться нельзя, и, как сказать, ну, у него было очень мало степеней свобод в своих действиях. Ну, и как бы вынужден был не изображать диктатора. Как бы, ну, не скажу, что у него таких наклонностей нету, что он только изображает. Но все-таки мы же видим, что он вцепился в независимость Беларуси. Ребята, вот сейчас это вот... Так это и говорит о том, Российская что он диктатор. Если бы он им не был, он бы не цеплялся за независимость. Если бы он был просто временщиком, он бы просто сказал: ну все, я отошел, давайте забирать. Смотрите сами, как бы Путин также не цепляется за независимость России. Ему все равно, абсолютно, что его пропагандисты, все граждане других стран, депутаты, правительственный аппарат, что они все, кто в Америке, ну, в США гражданин, кто в Италии, кто еще где, он продает территории. У вас как бы территорий не так уж много, чтобы ими Так он тоже продает. Например, продали под Минском, под Логойском там огромную территорию под охотничье угодье Катару, например, строят заводы вредные китайские, вот в Бресте строят завод, в Солигорске, сейчас какая-то фабрика, ну я не знаю, не китайская, наверное, в Гомеле. То есть это все давно есть. Это озера, например, реки сдают в аренду, то есть на год под одну базовую там сдают кому-нибудь, да, он вылавливает оттуда всю рыбу, там все уничтожает, а потом они смотрят, говорят: о, тут нарушены как бы условия, мы сдали под то, чтобы вы облагородили, да, то есть условие такое, что хозяин должен облагородить, а он просто грабит эту реку там или озеро, а потом через год с ним не заключают дальше контракт, а ему это уже и не надо, он намного больше оттуда получает прибыли, то есть все это давно есть, у нас это как бы в порядке вещей. Сейчас вот АЭС построили, будет отходы российские туда ядерные свозить в том числе, как помойку ядерную сделают. Я не знаю, как бы развивалась Беларусь, если бы у нее не было такого агрессивного соседа. Мне кажется, у нее вариантов бы не было, кроме как идти в Запад. Ну тогда в том-то и дело, что Лукашенко диктатор, у него было два варианта. Либо быть нормальным президентом демократическим через там 4 года, либо через там, ну, 2 срока, да, через 2 срока уйти и все. Но он стал диктатором, он наворотил с самого начала дел. И сейчас он мы популярно же объяснили, что либо ты будешь диктатором в составе стран СНГ, таких же вот, там, Туркменистан, там же все такие автократичные правители, либо ты, ну, быстро очень по шапке получишь. Нет, так дело в том, что у нас, Алексей, у нас действует смертная казнь до сих пор, а он совершил такие дела, по которым ему по законам нашей страны может быть положена там даже не одна смертная казнь. То есть тут сейчас как бы официально никто обвинений предъявить не может, но мы понимаем, что как только он потеряет власть, ему могут предъявить сразу целый ряд обвинений. На высшую меру натянет. Да, еще добавлю, смотрите, что он говорил. Я наелся той власти, влады. Где он наелся? Он каждый раз говорит, что он влада наелся. Если ты наелся, что ты сидишь, тогда почему ты выдвигаешься? А опять на следующий срок собирается выдвигаться. Да. Вот видите, это двуличие постоянно. То есть власть — это действительно страшный наркотик.
Это ужасная зависимость. Если бы он был, например, 1-2 срока и давным-давно слинял бы, он остался бы как-то в памяти, пускай нормальным, хорошим президентом. Теперь еще его народ все больше и больше начинает ненавидеть. Так же, как ненавидит, например, российский народ Путина. Потому что, смотрите, меньше там 30%, у него уже упало до 30% этот самый популярность в России. А я, например, не слыхала, даже с моих знакомых, кто-то очень расхваливал бы Лукашенко. Даже старые бабушки когда-то, которые хвалили его очень сильно, сейчас смотрят все совершенно по-другому. И он опять собирается баллотироваться на новый срок. Конечно же, он победит. Нарисует там Ермошина или сколько надо. Там он сам говорил, как ее там, с Питера этого, господи, прямым текстом он сказал же, сколько надо, столько и нарисуем. Это не вопрос. Понимаете? То есть до такой степени обнаглела власть, обнаглел даже Лукашенко, что он даже не собирается, понимаете, не собирается оставлять ту власть. Он там еще мудрит, химичит, вроде для того, чтобы сохранить, вот я который раз я говорю, суверенитет той Беларуси. Но с другой стороны, ему начихать на суверенитет. Потому что да, нужно другую выход искать. Неужели кроме Лукашенко нет умных людей в Беларуси? Да полным-полно. Я не считаю, что Лукашенко настолько умен, что он отвечает единолично за судьбу всей нашей Беларуси. Понимаете? Потому что Беларусь все больше и больше нищает. Вот результат его, например, правления. Да, много было, я и который раз говорил, потому что даже мне приходилось, я так не думал особо и выбирал его, например. И даже президента выбирал. Потому что на то время, казалось, это был более-менее какой-то такой приемлемый, хотя бы нулевой результат. А теперь я понимаю, что это просто падение в яму. На дно ложимся на дно, и то вместе с Россией. Россия падает и нас тянет. Давайте туда. о сравнении больше. То есть, Давайте какие-то это попробуем конкретно выработать критерии, да, чтобы сравнить по разным пунктам Беларусь и Россию, диктатуры. Свобода слова. Мне кажется, что такие свободы слова в России было побольше. То есть, допустим, в кабельной сети вещал «Дождь» до 2014 года, насколько я помню. Так, Алексей? До 2010-го я не шибко политикой интересовался, на самом деле. Но нет, были и интервью на авторитетных каналах. Немцов, в конце концов, где-то же выступал. Это и «Эхо Москвы», и много. Вот, я говорю просто про официальные СМИ. То есть, смотрите, у нас в кабельной сети оппозиционных, даже около оппозиционных СМИ нет. То есть, есть Белсат, но он даже не аккредитован в стране. То есть, ему просто не дают аккредитацию, он нелегально работает. То есть, не то, что он в какой-то сети там не находится, он вообще без всякого статуса. Это непонятно что. То есть у нас нет таких аналогов даже, как «Эхо Москвы», например, или как что-то такое. «Эхо Москвы» это тоже, знаете, такие с двойным дном, да, ребят. Ну хотя бы. То есть там, например, хотя бы критикуют Путина в открытую, да, то есть, ну или раньше критиковали, там лет 5 назад, например, еще, или сейчас очень многим разрешено, на самом деле. Вот, Путина у нас такого даже представить даже нельзя. Сейчас. Что включаешь ты радио, например, на кухне там по проводной какой-нибудь сети, или, например, включаешь телеканал кабельный на телевизоре, а там идет какой-нибудь «Дождь», тебе рассказывают, там, знаете, там, Путин вот тут там косячит, вот здесь он вообще там угнетает свободу слова и все такое. То есть, ну, у нас такое про Лукашенко услышать было невозможно. Невозможно, да. Попробуй где-то что-то там скажи. Там какой-то совок ТВ и все. Это точно. Он какой-то вот у вас такой вот по ощущениям, какой-то более игрушечный режим, что ли. Что-то вот такое вот, как сказать... То есть тут явный минус в нашу пользу. Тут как бы жестче. Как будто Путин родился диктатором, а Лукашенко учился им быть. Такое ощущение складывается. Не знаю, я бы сказал наоборот. Что то, что происходит в России, это то, что у нас было только через 5 лет. То есть у нас что-то происходит. Многие даже говорят, что Беларусь это полигон, на котором отрабатывают то, что в России в будущем потом внедряют. То есть всякие эти законы. Я бы сказал совершенно наоборот. Да, ну вот и как Беларусь... вы это, например, бы аргументировали? Вот смотрите, декрет о тунеядстве пытались вести у нас, потом тут же заговорили в России. Потом по поводу различных мероприятий, например, вот сейчас вводят статью возраст. По поводу, да, оскорбления власти. У нас эта статья за оскорбление президента, у нас 2 уголовных статьи есть разных. Оскорбление президента и клевета на президента. То есть есть клевета человека, да, и оскорбление человека, а есть статья конкретно оскорбление президента. Теперь у вас это тоже будет так. Потом пенсионный возраст. У нас подняли пенсионный возраст раньше. Теперь в России тоже потом подняли. Вот под мундиаль, так, чтобы никто не видел.
Я, наверное, плохо ваши законы изучал. Ну вот видите как. У нас нельзя фотографировать президента. Возможно. Например. Это всегда было. То есть с 94 года, вот как пришел. То есть, если ты хочешь фотографию президента официальную, ты должен отправлять запрос в Белта, в государственную телерадиокомпанию, и тебе должны бесплатно прислать фото. Ты не имеешь права его фотографировать. Есть статья уголовная за оскорбление президента. То есть у нас действует смертная казнь. Ее никто не останавливал. У нас много чего действует. Я понимаю, что россияне и украинцы вообще, в принципе, не так хорошо разбираются в белорусской политике. То есть не очень понимают, что здесь происходит. Так, только с виду. Ну, чистая улица, там что-то такое. А дело в том, что она мало кого интересует, потому что во внешней политике Беларусь, она такая инертная достаточно. Тут же, наверное, жесткость режима еще зависит от внешней политики. То есть Беларусь, она жить никому шибко не мешает. Поэтому на нее внимание обращают только тогда, когда здесь люди пропадать начинают. Когда Европейский суд по правам человека, куча исков поступает. Так оно всегда поступает. То есть это всегда... Вот когда в 2014 году началась война в Украине, вот тогда Лукашенко занял нейтральную позицию. И после этого с ним немножко начали снимать санкции. То есть сейчас вот есть потепление некоторое с Америкой, с Европой после этого. Нейтральную. А до этого это была диктатура. То есть у нас с 1997 года были наложены санкции. В России они только вот после 2014 года появились. У нас жили 20 лет под санкциями практически. Постоянно были проблемы. То есть про Беларусь говорили, это последняя диктатура в Европе. До того, как Путин не напал на Украину. Тут же появилась уже, стала предпоследней, а потом Эрдоган еще тоже что-то там. Он как бы, ну там большая часть Турции в Азии, конечно, но тем не менее. Уже как бы вы, видимо, забыли события 2011 года, Болотная площадь. Тогда все то же самое. Я, правда, не помню по какому поводу, потому что я тогда не интересовался политикой, почему были Путиным настолько недовольны, что аж вышли, тогда именно Навальный засветился. Когда ты про 12-й год, про Болотную? Да-да-да. Кстати, это все идет волнами, как и у нас. Смотри, в начале Путин пришел в 99-м, там, 2000 году как герой, да, то есть пьяница, алкаш Ельцин, там, да, президентская власть вообще неуважаемая, и тут приходит новый молодой политик, такой даже в начале типа как под либеральное что-то такое, он там говорит, вот мы там будем с Западом сотрудничать. Приводит его. Да, его приводят. Его рейтинг растет. Даже я читаю вот статьи за 2001-2002 год, например, наших экономистов, там, Леонида Злотникова, например, они пишут, вот в России там какая-то либерализация, типа даже попытки там что-то началось. То есть говорят в экономике в смысле только. И тут, как говорится, а у нас тут, понимаешь, прям такая дремучая просто диктатура, жесточайшая в тот момент была. А потом да, хопа. Он даже говорил, да я в НАТО готов вступить, Путин такое говорил. Представляете, чтоб сейчас, а сейчас как он говорит? Как поменялся? На трибунах все время были западные лидеры, когда парад там на 9 мая, Буши там приезжали, всякие Шрёдеры, эти, кто там был тогда еще, Ширак, французский президент. То есть все, было нормальное отношение. Где-то потом с середины нулевых стали портиться. Грузия — это вот, наверное, черта, после которой уже пошла резкая деградация отношений России с Западом. И после этого пошло в сторону по восходящей диктатуре. И отношение к Путину. То есть все. 2011 год — это, наверное, дно рейтинга Путина и Единой России. То есть единорос — это как ругательство, насколько я помню, в соцсетях было. Медвепутов, этих единороссов там кляли всем, чем только можно. Их Болотная, все дела. Все довело его до Болотной. Потом разгром, а потом Майдан в Украине. И вот после этого рейтинг Путина почему-то прям резко взлетел. То есть он император, он бог, он присоединил Крым, он там все сделал. То есть, ну, вообще. То есть все, что раньше там воровали, там ядросы эти поганые, все это уже почему-то забыли. И уже все начинают там молиться на Путина. Пыня, ты там великий, ты там кто-то достиг, Крым присоединил. Да. А что это за Крым? Это на имперский прыщик нажали. Вот и все. И он всегда был на самом деле. И они не знали, понимаете, этот народ, он не знает, что такое демократия, с чем это едят. Очень любопытно у них спрашивать, а вы знаете, что такое свобода слова и как это работает? Ну, это когда, типа, меня могут оскорбить, и я ничего сделать не могу. И вроде бы ничего не возразишь. И как бы разжевываешь человека, а он все равно не может понять. А как так можно людей оскорблять? Как так можно? Ну хорошо, теперь тогда в свете. Сейчас, следишь, еще хочу... Это такие общие. Вот сейчас опять в третьем чтении они приняли вот этот закон об интернете, об этом самом, о свободе даже. Я скажу даже свободу слова, не иначе скажу. Потому что за оскорбление тебе припаяют такие дикие штрафы, что ты целый год будешь работать только на один штраф. Дальше удаление всякого рода постов, например, в интернете.
если там что-то опять попрешь. Представляете, такого никогда нигде не было. Даже, наверное, при Советском Союзе не было ничего подобного. Ну, может, такого Нет, интернета не было. было. Там были глушилки, которые глушили западные Ну, глушили. радиостанции. Ну, не садили же Тогда за интернет такие вещи. еще не только появлялся, там в 90-м году появился такой интернет. Ну, Им не еще тогда садили, никто не прямым пользовался. текстом не угрожали, как сейчас. Все. Главное, все так расплывчато, как оно будет определяться, например. То есть, и без Ну, всякого знаете, суда. Анатолий, Вот это что, без некорректное суда. сравнение. В Советском Союзе были политические статьи. Там была однопартийная система, то есть вся власть только у КПСС, любая критика это все сразу. Или психушка, или тюрьма. Там это официально. У нас, например, сейчас нет официально политических статей, насколько я знаю, ни в России, ни в Беларуси. Дело в том, что людей подводят есть... под них. Да, извиняюсь, что перебил. Не договорили, наверное, да? Не, я договорил. Нет, ну есть же линия партии. Она, понимаете, в чем дело? Она предсказуема, по крайней мере. То есть человек, живущий в Советском Союзе, и в Беларуси, на мой взгляд, тоже, он, зная линию партии, знает, как адекватно себя вести. Да, это может быть не укладывается в рамки свободы, то есть где-то настучать на человека, где-то кого-то, значит, поймать на чем-то. Ну, такой, знаете, советский гражданин. Но дело в том, что в России линии вот этой нету. Она изображает из себя вот этот Советский Союз. Беларусь, она осколком Советского Союза является гораздо больше, чем Российская Федерация. И в этом плане она предсказуемее. Что с тобой могут сделать в России? Просто, ну, как бы, не то, что неугодный ты элемент, а просто ненужный, платить мы тебе не хотим. Вы же наблюдали сами, как пропагандистов, которые, значит, против Украины, значит, ну, вели активную пропаганду против Украины на каналах, там, Первый канал и прочие. Их депортировали в Украину, собственно. Ну, сворачивание сейчас, проекта Новороссия. Да, как сейчас сворачивают, да, Новороссию, эту также боевиков этих также начинают подделывать статьи, просто утилизировать их. В Советском Союзе все-таки такого не было. Вот они, я извиняюсь за выражение, обосрались в Афганистане. Глупо, нелепо. Зачем вообще? Но они, тем не менее, герои. Как бы, вот они. Линия партии и четкое лоббирование интересов страны. Что мы не делаем, все, наша позиция, мы защищаем, прикрываем своих людей. Это да, такая жесткая, но семья. А тут конкретная автократия. Конкретная. Так это говорит о том, Алексей, что разные кланы. То есть разные силы в России, там не одна сила. Одна сила одной рукой пытается, допустим, создать что-то, а другая сила, как говорят, две башни Кремля, да. И они каким-то образом между собой там взаимодействуют, договариваются, конкурируют, борются. Но дело в том, что даже если ты, ну, такой нехороший человек, ты готов продавать своих близких, ты готов там делать, ну, как бы, идти на сделки со своей совестью, это не гарант того, что ты выживешь в России. Да. Может найтись кто-то более талантливый, чем ты. Да, линии никакой нету. Линии никакой просто нету. В Беларуси она есть, тем не менее. И эта линия, я так понимаю, это выживание рядом с Российской Федерацией. Запад враги, там, США. Ну, тут опять-таки сделаю поправочку. Это просто выживание. Рядом или не рядом с Российской Федерацией, вот это как раз меняется. Раньше, до 2014 года, было выгоднее с Российской Федерацией, потому что она активно давала деньги. А после 2014 года, когда начались санкции и просто угроза, вот Крым, Донбасс, это показало Лукашенко, что он может быть, например, следующим. И после этого сразу русский мир, извините, никаких этих бессмертных полков, у нас своя акция, никаких георгиевских ленточек, у нас своя красно-зеленая яблочная ленточка, никаких там этих. Посадили тогда двух пропагандистов Регнума, которые там открыто заявляли, что Беларуси нет, там что-то такое, что надо там присоединяться. Это такой был просто вопиющий случай. То есть обычно их не трогают, пророссийских пропагандистов. Вообще прозападных либералов там всяких, их, да, прессуют. Националистов там разных, скинхедов там всяких, их еще там в начале нулевых поприжимали. То есть таких прям жестких радикалов, типа вот как в Украине. А тут прям такой случай произошел. У нас есть официальная идеология белорусского государства. Вот в России в Конституции официально, несмотря вот на все эти внедрения там православия, еще чего-то там нет идеологии. Там, насколько я знаю, в Конституции РФ прописано, что государственная идеология запрещена.
Она есть де-факто. Да, она есть де-факто. А у нас она есть, не знаю, тоже, наверное, де-факто. Вот, честно говоря, де юра, по-моему, про идеологию у нас тоже ничего не сказано. Однако у нас есть предмет идеология белорусского государства, который преподают в вузах, например. То есть это читается, да. есть там написано о том, какая у нас идеология, есть эти, как его, ну, по сути, замполиты, вот, идеологические работники на предприятиях. То есть замдиректора по идеологической работе на каждом предприятии. То есть замполит, по сути дела, который занимается воспитанием, там сказать, рабочих, да. Коллектива. Да, и суть этого, но эта идеология провалилась. То есть это, в чем суть этой идеологии? Это защита интересов Лукашенко. У нас есть прекрасный президент Лукашенко, который создал суверенитет, он помогает старикам, он обеспечивает будущее там, молодым, он все, короче, делает и обеспечивает, поэтому мы должны любить и ценить вот эту страну, вот это вот созданное им говно, вот этот типа какой-то там суверенитет. Ну я за суверенитет, безусловно, но просто вот то, что он сделал, на чем это все базируется. Это жалкая идеология, это такая местечковая идеология какого-то колхоза. Лукашенко. То есть у Путина есть имперская идея хотя бы, да, он говорит, вот мы там великая империя, мы там всех должны нагнуть. Вы не понимаете, наверное. Дело в том, что у Путина никаких идей вообще нету. У него есть идея обогащения. Имперскость это, вы знаете, он, наверное, просто где-то этих идеологов Советского Союза раскопал, когда пришел к власти, он сам как бы в КГБ работал в конце концов. Это они в школе это проходят. Как бы, вот, надо давить на прыщик имперскости у людей. Притом, несмотря даже на то, что они всего-навсего сейчас Российская Федерация, у которой поотрезали уже кучу кусков, будем давить. И дело-то не в том, что мы больше, мы сильнее. Вы посмотрите, как они обращаются с Донбассом. Если бы они Донбасс обнесли колючей проволокой и начали строить заводы оборонные там, типа мы воюем со всем миром, готовься, там в Грузии, вот в этой Абхазии построили бы что-то оборонное, типа мы расширяемся, обратно Советский Союз возвращаем. Нет, они просто все вывезли и распродали. Это подделка Советского Союза. Беларусь, она, мне кажется, пытается все-таки выглядеть Советским Союзом, вот за эти идеи держится, за этот пломбир, там, поскольку он там копеек был. Не знаю, цены растут постоянно. У нас суть была, понимаешь, это не совок, как бы тебе сказать, это социальное государство, как говорили. Типа, у вас зарплаты низкие, но знаете почему? Потому что мы вам компенсируем там типа коммунальные услуги, у вас там бесплатная медицина, у вас все бесплатное, но вы за все платите. Лекарства вы покупаете, за бензин платите, плюс еще дорожный налог, плюс платные дороги еще дополнительно к этому есть. То есть, короче, вы за все платите, но мы вам говорим, что у нас социальное государство. И поэтому у нас не такие большие зарплаты, как в Америке, например, да. То есть мы вам не можем такую сделать зарплату, у нас труд ценится дешево, но это не потому, что мы диктаторы, не потому, что мы не ценим труд, а просто вот у нас социальное государство, понимаете, и все. У вас более честная диктатура, на мой взгляд. Не знаю. Раньше они говорили вот эту херню, вешали лапшу на уши, но сейчас это просто ни в какой не укладывается. То есть когда вот декрет о тунеядстве, например, или что-то такое, то, как говорится, ну, это уже... как бы это сказать, это уже никуда не укладывается, потому что, ну, что тут можно сказать? Мы за все и так платим. Да уж. Что-то скайп тут пошатнулся малость. Да, я тут тоже настраивал, потому что мне немножко дергалось. Вылетело, да, я сейчас опять ее вернул обратно. Тут мудрил. Так вот, мы немножко отошли от темы. Смотрите, мы типа сравнения проводили диктатур. По свободе слова пришли к решению, что в России, по крайней мере, до 2014 года ее даже было побольше, чем у нас. Поскольку, например, оппозиционные, ну или псевдо даже оппозиционные каналы, они вещали в центральной сети. То есть Эхо Москвы, радио, телеканал Дождь. То есть у нас такого даже ничего, чтобы сравнить, нету. Но, однако, по поводу вот мы говорили там задержания или чего там еще мы говорили, по поводу чего-то, подождите. Тут, я бы сказал, плюс был в сторону России, то есть там диктатура немножко слабее. После этого мы какой-то пункт обсуждали. Так, по поводу... Словом, идеология, может быть? Да, по поводу идеологии. По поводу идеологии, да. Идеология как бы есть и тут, и там, по сути дела. И в России она есть де-факто все равно.
имперская в этой Почему идеологии. закрывается, вот еще, Алексей, почему Россия все больше и больше отходит от демократических, наверное, принципов, норм, там, направлений? Она все больше и больше закрывается. То есть она действительно превращается в самую настоящую диктатуру. Закрывается, закрытое общество происходит. Чем это обусловлено? Ну, более-менее всем понятно, почему. Единственное, ну, извиняюсь, единственная возможность у какого-то Так, опять Зависло зависло. что-то опять. моллюска выжить, когда он остается на суше, это, собственно, окопаться. Это же способ не платить репарации, это способ как-то выжить. То есть, вообще, меня все интересовал вот конкретно случай в Солсбери. То есть я, гражданин Российской Федерации, могу приехать в Солсбери, совершить убийство, и они будут гадать, кто в этом виноват. То есть либо это иск Российской Федерации, либо я как частное лицо буду отвечать. Вопрос к тому, что в любом случае никто не поедет, там, не знаю, никакая комиссия не поедет в Россию добывать этих Петровых, Башировых. И вот этих грехов, их очень много накопилось. Никто к ним не поедет за этими многочисленными преступниками, но надо закрываться. Это уже, не знаю, какой-то неизбежный процесс. Смотрите, Анатолий, вот вы задали такой вопрос, но на самом деле ответ на него дал один из главных идеологов Кремля, Владислав Юрьевич Сурков. Он еще, по-моему, в 2011 году выдал статью вот на эту тему по поводу того, что Россия должна закрыться, у нее нет союзников в мире, она должна иметь независимую там церковь, независимое там, короче, все, от Запада дистанцироваться и стать вот таким государством-изгоем. То есть на самом деле об этом открыто как бы заявляют, все эти доктрины, они публикуются, просто их многие не замечают, а потом все идет по сценарию. Дальше тоже. По поводу, кстати, вот международной свободы, да, вот говорите, что Россия закрылась, это да, но тем не менее, к примеру, у нас никогда не был принят какой-то там документ ООН, в общем, ЕСПЧ у нас имеет только рекомендательный характер, ну то есть рекомендации дает только ЕСПЧ, мы это не принимаем как какой-то обязательный закон, а Россия, по-моему, насколько я знаю, до прошлого года или позапрошлого, а может даже и сейчас, принимала как обязательные, то есть решения должны были бы исполняться, но теперь они приняли законы в 17 или 18 году, что российский суд, его решения превалируют, то есть над международными. Это был тоже такой серьезный поворот. Ну, понимает прекрасно же Россия, что она раз закрывается, значит, и закроются каналы поступления, например, разного рода технологий. Закрываться будет торговля. Это же прежде всего бьет по экономике России, раз она собирается закрываться. Ни одно государство, которое старалось где-то дистанцироваться или закрыться от всего мира, например, не было процветающим. Только самые широкие связи... За редкими исключениями. Да, за самым широким связям везде должны и прослеживаться, отслеживаться, и вообще стараться, чтобы все торговые, например, экономические разные, там, политические связи, гражданское общество было наиболее свободное. Передвижение, например, свобода передвижения капитала обязательно. Тогда будет интерес. А если эта Россия закроется, ну все, она еще дальше в яму будет падать. Этот процесс и происходит. Она еще не то, что закрылась, ее начинают просто закрывать. Снаружи чуть-чуть поддавили только санкциями. Там буквально пару процентов, наверное, от всех возможных санкций только ввели теперь России. А если ввели бы ей под самую катушку, под 100%, практически изолировали от всего мира, что бы с ней случилось? Да был бы полный провал. Алексей, что бы с ней случилось, вот, как россиянин? Если все, экономика легла бы, мне кажется, полностью. Потому что она всецело зависит от всего мира. Где технологии российские знаменитые? Их нету просто-напросто. Все это фейки, самые настоящие. Вместе с технологиями уехали люди. Они просто доедают наследие советское, старое, прошлое. Им пользуются, немножко пытаются модернизировать. А все там комплектующие, составляющие, все на свете, они все берут с Запада. Везде. А что говорить, например, нефтедобыче, нефтегазовой добыче, например. Туда все оборудование идет. Если они не будут этого покупать, они своего ничего не производят. А еще собираются шельфы там разрабатывать или еще что-нибудь. Ну, полный бред. Они могут только драгами там золото мыть, самые простейшие. Больше там ничего, никаких технологий нет. Например, или алюминий плавить еще, то есть выплавлять, не выплавлять, а электролизом выплавлять. Да, эти технологии старые советские.
Все. Больше какого-нибудь... Где машины с России? Они свое все автомобилестроение, например, похерили, тракторостроение похерили. Что они выпускают? Нигде ничего. Где сельхоз назначение разного рода техника? Практически нету. Единицы. Больше ничего нету. Они все закупают. И они так собираются жить же всегда. Неужели правительство, власть, например, российская, не понимает, что нефть, ладно, рано или поздно закончится. Они действительно здесь временщики. Такое состояние, что временно. Они пришли сюда, временное правительство, хапнуть, нахапаться, удрать в теплый край. И все, а тут подыхает народ России. Как говорил Анатолий Ходорковский, Россия это поле для свободной охоты, как-то так вот. Да. Олигархи используют этот метод. Кстати, говорят, Ходорковский сейчас давно за демократию борется. Михаил Ходорковский, да. сказать. Ведь это наблюдается. Он на стороне добра. Самое страшное, самое ужасное, что люди не понимают. В основном масса людей, я говорю, наверное, 80% не понимает. 80% что происходит в России, к чему это все. У них царь в голове, великий Пу. Да. Все. Перед выборами в России в 2018 году я видел интересные ролики, когда вот снимали, там показывали деревня какая-то, убитая деревня, то есть грунтовая дорога с ямами вот такими, с колдобинами, там хаты разбитые какие-то, там ничего, наверное, нету, бабка какая-то, ее там спрашивают, за кого вы будете голосовать, она такая, ой, за Путина, за кого же еще, то есть там все убито вообще в мясо, никакой инфраструктуры нет, она говорит, ну я буду голосовать за Путина, он там хороший, но кто же еще там все что сделает, короче, ну вот что с этими людьми можно сделать? То есть они, у них там интернета нет, наверное, по крайней мере, ну и нет людей, которые бы настроили. Поэтому да, раньше они жили, это поколение точно. Великий потеряно. Ленин сначала, да. Да. Потом великий Сталин. Ну ладно, Сталин, можно понять, он восстановил, как бы ни было, но огромными темпами, например, что в зависимости... Раба изнутри не изгнали, то есть можно убрать хозяина, но если рабы остались рабами внутри, то они как вот бараны, которых из загона выгнало, они никуда не могут пойти, они начинают ходить, пока не прибьются к новому пастуху, и он их не загонит в свой загон. Конечно. Такой цели же никто и не ставил, на самом деле, выгнать из русских рабов. Да. Целью всегда было использовать этот ресурс. Не знаю, вот эту историю про колонизацию Америки, как они за побрякушки, значит, брали у них самое ценное золото на тот момент. Чем эта цивилизация кончилась? В итоге пришли те, которые уже не захотели даже побрякушки им предоставить, а просто вырезали все население и, ну, вот, благо в резервации загнали. Как в каком-то виде они сохранились. Ну, это я понимаю, я перебью, я это понимаю. Но они были чужие, пришли же из Европы и вырезали местное население. А здесь же чужие не приходят, не вырезают же местных русских. Это, получается, русские сами себя уничтожают. Где в истории, например, было такое видно? Например, те же американцы пришли, но они старались, наоборот, свое общество поднять. Где, например, даже ужасный Гитлер, да, страшный Гитлер, это фашист, на самом деле, истребитель огромного миллионов человек. Но он, прежде всего, заботился о своей Германии. Правильно? Ради Германии он эти зверства творил во имя. А во имя кого творит зверство Путин? Не совершенно противоположно. Не это самое, не на пользу своего русского народа, а наоборот, тогда на чью пользу? А у него есть приближенные, его кодло, я так скажу, его шобла, иначе не скажешь, его вот этот самый воровской сходняк. И он его обогащает. Все. Остальное для него не существует. То есть оно прослеживается даже в тех царских времен. Было, например, каста этих царей, Романовых, там кого угодно, например. Они только кормились и сидели на плечах, например, того же русского народа. По-русски народ действительно, как сказал Алексей, совершенно не изменился по своей сути. То они служили царю, государю, да, например. Слушайте, вот тут 2 раза уже один человек в чате вопрос задает, вот сейчас идет стрим, по поводу Чебурнета. Вопрос к гостю с РФ. Какие новости о Чебурнете? Будет или не будет вводить? Ну, как бы гость откуда знает. Я знаю, что голосуют там. Нет, но уже... Алексей, закон мировой давно уже приняли, потом они сейчас вот Чебурнет этот собирается сделать. А сейчас только на подпись Путину надо. Подпись подписаны, все, закон принят. Вот у меня есть товарищ,
достаточно квалифицированный айтишник, ну, собственно, одной строительной сети, всей сети является системным администратором. Я его как-то спросил, собственно, как ты будешь информацию брать? Он какие-то изобретения делает, недавно 3D-станок собрал сам, то есть постоянно нуждается в информации, которую могут ему просто перекрыть. Но он говорит, слушайте, у меня работа добавится только и все. Потому что мы все прекрасно знаем, что если ученых в стране не осталось, некому будет делать этот чебурнет. Попросту. Единственная возможность, они могут по какой-то лицензии купить у Китая технологию. Нет, так они хотят просто отсоединить российский интернет, российский сегмент от мирового, то есть иметь возможность перекрыть его, чтобы создать внутреннюю сеть. Очень маловероятно на самом деле. Да, смотри, нет, у нас, например, как бы чебурнетовских законов нет, но у нас это технически, насколько вот говорят специалисты, это очень просто. У нас провайдер-монополист, и только через его шлюз идет вся связь. То есть все остальные провайдеры, они арендуют сети Белтелекома, даже мобильные провайдеры все. Поэтому полный контроль и полная возможность только шпок, и все, и связи нет с внешним миром. То есть только если там через какие-нибудь спутниковые антенны или где-то там через границу с другими провайдерами. Если есть такие специалисты, которые предпочитают оставаться в РФ, вот товарищ, про которого я говорил, он, мне кажется, такой, знаете, принципиальный выживальщик. Плохо, неплохо, все, я вот принципиально останусь и буду пытаться выживать. Был перечень возможностей, что будет заменять интернет. Как бы чебурнет — это официальная такая, так скажем, альтернатива интернету. Понятно, что никому он никуда не уперся. Будут люди, которые будут иметь доступ в интернет, такой не совсем законный. Нам помогает Wi-Fi. Wi-Fi — это сама по себе сеть. То есть выход найдется. Просто возрастет цена информации, в принципе, но опять же, кому эта информация нужна? Человек сейчас, когда у него есть возможность зайти просто в Google и спросить у Google, не покупает эту информацию. Будет ли он ее добывать такими способами? Нет, здесь другое дело. Просто перекроет, например, YouTube. Вот YouTube российский полностью, как в Китае, не работает YouTube и нету, например. Другие всякие мессенджеры перекроют тут же WhatsApp, пускай Viber, пускай Telegram. Все, создаст свою какую-то внутреннюю сеть. С внутренней сетью ты, например, будешь, выходить на другие. Ты можешь страны, пускай выходить, но они зато будут под контролем. Они что делают? Они хотят контролировать. И чтобы вся информация, которая там где-то... Вот, например, тот же самый Facebook, что они делают? Они хотят знать. Они потребовали этого, кто заведует там массой? Цукерберга. Да, Цукерберга сказали, например. Цукерберг отказался, чтобы предоставлять России, например, информации по требованию спецслужб разного рода. О чем они там, говорят? Он отказался, должна быть, и все, и раскодировать, там какая-то многопозиционная кодировка идет, то есть раскусить, разрыть его очень сложно будет, Facebook, например. Ну да, они говорят блокировать тогда. Тогда блокировать будет. Просто-напросто заблокирует Facebook, и все, и не будет никаких мессенджеров, не будет. Переходите, на свои. И вот придумает какой-нибудь типа Яндекса, или Майл какой, типа... Ну вот был же на днях протест, по-моему, когда 10 марта, там против вот этой всей фигни, что только Яндекс и Контакт могут оставить из таких вот сетей. Вот, оставят, например, и будешь ты связываться через Яндекс, через Контакт, будешь говорить, например, с кем-то с России, с-за рубежа, с Америкой или что-нибудь, друзья. То есть обрежутся очень сильно связи. И тут же никто тебе ничего не скажет. Например, россиянин будет говорить, он будет бояться что-нибудь ляпнуть на Путина, на правительство, потому что вот предоставят, ты ляпал, тебе придут деньги, и тебе штраф влупят такой, что мало не покажется, например, первый раз так, а вот там второй или третий вообще посадят, например, на какой-то срок, или 1 000 000 рублей по российским меркам вклепают. Понимаете, как об информации будет? Попробуй что-нибудь скажи против правительства, против власти. Вот они что хотят добиться, полностью контроль. А раз русские молчат, они сейчас вышли, по-моему, 10 марта, вчера вышли, там ходили, топтались где-то по Москве, по какому-то проспекту, поорали, покричали, там 10 000 человек вышло, больше никого нету. Все, на этом все их
каких называется, волнения закончились. Потому что волноваться-то некому даже. Просто-напросто там выросло общество Хорошо. пофигистов, похеристов. Теперь давайте дальше по поводу анализа диктатуры. Вот тут интересный комментарий пришел. Пишет человек: думаю, Лука лучше Путина, хотя бы не воюет со всеми. Ну, интересный комментарий по поводу милитаристской позиции. То есть, ну, Беларусь как империя никогда не была, поэтому с кем им воевать? Они себя позиционируют... Кстати, спорный вопрос. Да, Лукашенко позиционирует себя все время как нейтральное государство. Мы как бы не за тех, но тем не менее, вот он состоит в ОДКБ, и союзное государство это с Россией. Но тут на самом деле вообще ситуация с союзным государством очень интересная. В 90-е годы, когда был Ельцин, Лукашенко активно рассматривал позицию стать президентом союзного государства, то есть России в первую очередь. Он ездил по регионам России, он был там достаточно популярен. После того, как коммунисты проиграли там, в 96-м году, были все равно запрос вот этот был на совок, вот на это все. И Лукашенко метил на то, что он этим воспользуется, электоратом. И Борьку Ельцина переиграет. Лукашенко короткую лестницу видел наверх. Да-да-да, до тех пор, пока Путина не назначили. Вот поэтому они стали с этих пор, ну, такие как враги. То есть два диктатора такие, да, как два медведя в одной берлоге, которые не могут ужиться. Говорят, что они там такие друзья, но они на самом деле никакие отнюдь не друзья. Да нет, конечно. Лукашенко Путина рассматривает как конкурента, как такого вот негодяя, который откуда-то вылез как что-то из табакерки, непонятно кто, и все, то есть и перекрыл ему дорогу. Путин, естественно, тоже Лукашенко вряд ли любит. Да нет, конечно. Он видит в нем паразита, мерзкого, друг беспринципного паразита, который высасывает деньги. И, как вот кто-то говорил, по-моему, экономист Сергей Чалый, что Беларусь, она не пророссийская, она просто Лукашенко подстраивается под то, за что деньги платит. Ну, хотят имперцы видеть, чтобы вот империя, что есть дружественное государство, ну, пожалуйста, выделяйте деньги нам, давайте кредиты, мы будем играть роль такого государства. Не даете деньги, все, никакого союза, никаких. Вот вы знаете, Алексей, что в 2017 году провели расследование, и оказалось, что, например, Беларусь поставляет оружие через какую-то болгарскую контору с свободной сирийской армией. Это вот той, которая воюет против Асада. Неплохо тогда. Неудивительно. Дружественное пророссийское государство, мы братья там, да. Мочите там братьев. Это было прямо Сирии. Заявлено, что вот мы помогаем. Да, через болгарскую контору, натовскую, то есть они знают, кому продают, которая потом продает это оружие, поставляет свободной сирийской армии. Был такой эпизод. В то же время они дружат с Украиной, да, к примеру, вот, говорят, мы нейтральные, там все, покупают товары, да, продают там топливо, тягачи какие-то там, что-то, когда шла война, да, то есть тоже как бы недружественный для России шаг. И в то же время одновременно белорусское пиво обнаружилось в ДНР. То есть Крыница делала пиво под заказ для ДНР, там клеили другие этикетки, типа это какое-то местное там или что-то такое. Но оказалось, что это пиво завода Крыница. То есть вот так вот Украина, естественно, тоже выразила недоумение. Это чего такое? Мы тут вроде как торговые там тоже партнеры, друзья, а вот это вот что такое. То есть, ну это полное отсутствие каких-то принципов, такая вот политика. Как бы только себе карман набить, у нас нет друзей там ничего, будем всех использовать, пофигу. Да. Она прослеживается всегда у него. Тут ничего новенького не открыли. Сколько Но некоторые говорят, ну так прекрасно, это же отличный президент, это шикарный президент, он все для народа своего, для людей-то своих все делает. Но когда смотришь, что он делает для людей, вот налог на тунеядство, да, то есть если ты безработный, ты должен платить за коммуналку больше, чем работающий, и тебе хрена не пособие, а наоборот ты должен платить еще. То есть, ну, во всех странах пособие для безработных, кстати, у нас пособие по безработице одна базовая, ну, сколько там? 12 евро где-то так. То есть, даже в Украине 56, по-моему, евро. Пособие по безработице или что-то такое там было. Я слышал. То есть, у нас вообще самое низкое, по-моему. Украина для житья еще, кругом лозунги. Да, в этом, в Финляндии, по-моему, 500 евро или что-то там такое, или 550 пособие по безработице. То есть, это просто дно. Ну, к счастью, у нас еще пока не как в Узбекистане, там не как в Туркмении, где пассажирские автобусы останавливают, когда они проезжают через поля хлопка, людей выгоняют военные и заставляют пару часов бесплатно хлопок перебирать, ну, убирать с полей. А потом, пожалуйста, езжайте дальше, куда вы ехали. У нас пока, к счастью, такого нет еще. Но многие боятся. Самое нищее государство Беларусь стало, по-моему, уже. Не самое нищее. Молдова более нищая. Украина пока, кстати, тоже еще не особо. Наравне, уже полностью стала наравне. Уже сейчас говорят, что даже минимальная зарплата дошло до 2013 года, да? Да, дошло уже полностью. Зарплата, так что еще годик-два и...
Выросли, да. Так что годик какой другой, и мы далеко отстанем даже в Украине. Беларусь поставляла, пишут в чате, Беларусь поставляла оружие и солдат боевикам. Это ты, Мефисто, про Сирию или про Украину? В принципе, и туда, и туда. Они, кстати, пытались влезть и в Донбасс, сказать, мы будем, давайте, миротворцами. Белорусские войска станут между россиянами и украинцами, мы же братья, там всех помирим. В Сирию тоже хотели влезть. Особенно мне понравилось, когда в этом году, или даже в конце 18-го, Беларусь отправила гуманитарную помощь в Сирию, там на что-то около там, 10 там, или 20 тысяч долларов, хулу-хупы, ну, обручи вот эти гимнастические, которые крутят. Вот сирийцам вот сейчас прямо вот им не вода не нужна, не одеяло, им нужны хулу-хупы обязательно. Вот. А белорусы настолько богатые. Вот эти обручи и все. Да, вот. Белорусы настолько богатые, что вот они готовы. Для чего это делать? Деньги вот неужели они не понимают, что это ж прикол какой-то? Это для... Господи, как это такое херню можно туда послать? Это что, идиотизм высшей степени? Ладно, тут людям такое посылают. А насчет мы вас помирим, мне кажется, тут такой был интересный ход. Путин в очередной раз что-то потребовал от Лукашенко, а Лукашенко ему типа ручкой помахал. Слушай, а я сейчас мириться ведь со всеми начну. Я же Европа все-таки. Вроде как. А мы еще и с НАТО начнем разговаривать, а так мы еще и с Украиной сейчас сотрудничество с Польшей. И подытожим, давайте так подытожим тогда. Все-таки разговор уже целый час у нас продолжается. Давайте подытожим все-таки разговор, а то одно и то же как прожевываем. Короче, великой разницы, я, например, между СМИ Беларуси теперь и нет, а многие такие худшие моменты, мне кажется, уже Россия вовсю копирует даже в Беларуси. Потому что СМИ, да, в Беларуси, ну, просто закрыты наглухо. Нету ни одной позиционной, например, даже партии, которая могла бы где-то как-то вещать. Мы можем только слушать вот Белсат, который сидит сейчас в Польше, и можем по тарелкам его посмотреть, или только в интернете. Все, больше ничего нету в Беларуси. Просто-напросто нет. Любая какая-то позиционная после 2011 года, да, разгром был полностью политической деятельности. Ничего нигде нету. А люди еще, слушая телевизор, они представляют, что это оппозиция, все это там фальшивка зробленная у Польши, и все. И она только супротив Беларуси, хочет продать ее пиндосам. И так постоянно. А тут нежданчик. Лукашенко сам решил продать все пиндосам. Сказал, так. Оппозиция в сторону. Кстати говоря, сейчас одним из главных грантополучателей европейских является белорусское правительство в Беларуси. То есть оппозиционеры жалуются, с нами не хотят разговаривать европейские политики. Все власть захватила, там гранты на толерантность, на развитие толерантности. Сначала присанут каких-нибудь геев, а потом выбивают гранты по другим каналам международным с Европы на развитие толерантности. Видите, у нас геев притесняют. Давайте вы нам дадите грант на толерантность, и наше правительство будет развивать, там мигрантам помогать. Вот Европа в 2017 году выделила 7 миллионов долларов на строительство какого-то лагеря пересылочного для мигрантов, которых, там человек на 700, не больше вроде как официально, которых в Европе не приняли, и Беларусь сказала, мы будем их принимать, а потом отсылать куда-то в Сирию, в Афганистан, типа такого. То есть вот и сотрудничают спокойно власти в этом плане. Напоминает басню Януковича и евроинтеграцию. Очень сильно. Да. Из всех, по-моему, стран более-менее сейчас обстоит, мне нравится ситуация в Украине. Хотя сейчас там бардак, предвыборная эта кампания идет, там такой гвалт, там все хотят дорваться. Во всяком случае, там свобода слова есть. Там она очень специфическая, Анатолий, я бы сказал. Там все СМИ, все привязано к олигарху. То есть, если ты простой человек, ты вряд ли сможешь выйти и устроить что-то. Или взять любого крупного блогера или СМИ, они завязаны на какого-нибудь олигарха. То есть, это не в полном смысле свобода слова, это такая, как бы это сказать, что ли, такая, олигархическая, анархическая структура. С одной стороны, это плюс. Это, мне кажется, лучше, чем когда гайки закручены совершенно, чем диктатура. Безусловно, это лучше. Люди разбираются, все-таки информация поступает куча. Но делать из этого эталон я бы тоже не стал. Да, будет ориентироваться. И вот я уже сколько раз говорил, очень важно, кого все-таки выберут, даже для Беларуси, для наших людей, которые немножко в политике соображают, кого выберут, очень важно, кого не выберут. То ли про российскую, например, направленность там, или все-таки того человека, который будет вести Украину на Запад. Вот что. Потому что там поровну, наверное, сил, которых пророссийских и прозападных.
Там довольно мощная и сильная конкурентная борьба. И если действительно Украина проиграет, например, европейское направление, европейский, как Лукашенко говорит, вектор политической такой направленности, да, будет и для нас это урок, не урок, а удар по нашим демократическим взглядам, центрности и стремления, например, то же самое, каким-то образом вписаться вот, Да, с Алексей, Европой. смотрю, немножко отошел куда-то. Вот, здесь интересный вопрос. В чате написали, как хочется ответить человеку. Кейт Эванс пишет: всем привет, эх, жаль, нету нормального кандидата пока для страны. Хочется сразу ответить, понимаете, если бы кандидат появился нормальный, ну что бы с ним было? Сейчас в нынешних условиях, когда Лукашенко есть, кандидат не может быть. Ему тут и пока и не надо светиться. Вот когда не будет, тогда надо. Главное, чтобы было подготовлено, чтобы такой кандидат, в принципе, я думаю, есть, найдется. У нас достаточно людей. Просто, что бы он сейчас делал? Да. Если кто-то начнет раскручиваться, как реальная альтернатива, не клоун, не какой-нибудь там совсем зашкваренный человек, а нормальный, серьезный, то, естественно, это не пропустит. Да, появится. Куда-то ты делся? Да, у меня, я же говорил, как устроена связь. Да? Ясно. Но, Алексей, тоже это заключительное твое слово насчет того всего. И будем заканчивать. Все-таки час прошел уже нашей беседы. Нас сейчас волнует же больше Беларусь. Я считаю, что здесь волнует такая пищевая... Россия очень сильно, потому что в свете событий за Россию говорит. Все-таки скажи за Россию. Да, за Россию. Такая... Мы за Беларусь знаем. Да. Хорошо. Тут такая ведь пищевая цепочка получается, что если путинский режим проиграет, а он проиграет, если Украина победит и сейчас решит свои проблемы, то Беларусь, она вздохнет спокойно, и у нее не будет ориентиров для диктатуры. Диктатура требует каких-то... Диктатура требует средств, финансовых средств. Она требует, во-первых... Лукашенко ориентируется на самого себя, он на Путина никогда не ориентировался. Он тут стал диктатором, когда Путина еще не было в российской власти. Не, он раньше был не другим, совершенно другим в те времена, когда он пришел просто к власти. Он очень был были немножко времена. Тогда, да, а он был таким диктатором, как и сейчас. Просто это мало заметно. Он, например, в 97 году в интервью говорил, что меня мочили там на выборах 94 года, все СМИ, против меня был весь админресурс, но я ж не такой, я ж не диктатор какой-нибудь. Вот я приду, и у нас будут разные СМИ, и государственные, и негосударственные, и все отлично. Да. А в следующем году он уже начал зажимать гайки. Все задавил, с 98 года СМИ белорусские придушили, и все. То есть он врал всегда, он был таким мерзавцем постоянно. Брехал, вот белорусских блогеров очень многое зависит именно ориентирование Беларуси, потому что, ну, понятно, что он уйдет. Скорее всего, это даже... Они малоизвестны, не Нет, то, что малоизвестны. Есть, Анатолий. Они появились в 17 году, сейчас это явление уже. До 17 года, я бы сказал, да, политических блогеров практически не было. У нас такого, ну... Блогерство сильно опыт Украины. А в России оно какое? Опыт Украины. А опыт перенимать. А какое блогерство в России? Там ватное, имперцы в основном. Да. Там вообще слушать невозможно. Я, например, бывало зайдешь, глянешь одного, другого, третьего, и все, полный бред. Я даже туда заходить не хочу, потому что анализировать то, что они несут, невозможно. Это полный бред, вранье сплошное, брехалово самое настоящее, отстой. Но заканчиваем все-таки. У нас прошел час, больше часа. Нужно вот именно блогерскую, мне кажется, вот эту сферу, благосферу в Беларуси поднимать на должный уровень. Я вот даже, хоть и я и не белорусский блогер, я себе камеру куплю новую. Вот занимайся тоже, будь блогером. Да, российским блогером. Постараюсь. Новая волна. Назовись какой-нибудь новой волной. Мне мешает косноязычие. Но на самом деле есть такой момент, что когда белорусы общаются со мной, то есть у них есть какие-то предрассудки насчет России. Им же россияне говорят, что у нас хорошо. Ну, не знаю. Они ездят в Москву, есть разные белорусы. Есть, которые, наоборот, считают там Мордором и относятся там абсолютно, типа, все, россияне это уже конченые люди, они уже все там нацисты и негодяи. Дело в том, что вот эти пророссийски настроенные белорусы, они слушают, допустим, что я говорю, или вообще не интересовались никогда этим вопросом и говорят, да ладно, серьезно? Здесь важно сейчас набрать вот эту критическую массу, которая после ухода Лукашенко, а это вполне возможно майдановый вариант будет. Нет, у нас как раз таки невозможен такой вариант.
У нас нет запроса такого на насилие. Понимаете, у нас один из главных лозунгов: только б не было войны, только б не как в Украине. Вот все, многие говорят, лучше там быть вот в таком положении, только б не воевать. У нас, то есть, покрышки не жгут, у нас вот такого радикалов у нас нет. Вот вы говорите Майдан, откуда он возьмется? У нас нет радикальных групп, типа правый сектор, например. То есть, кто будет делать Майдан? У нас может быть бунт голодный, например, в колхозе где-то или в каком-то городе. То есть, по сути дела, я смотрю, как вы не очень в ситуации нашей. Да, не очень, да. Алексей, давай закончим, да. На белорусской, конечно, не то. Вот российским блогером ты мог быть. Смотри, как мне интересно, сейчас такая даже может родиться тема, сейчас момент такой родится. Я поговорил, помнишь же прекрасно, Интервата, Василий Интервата и Василь, наша Украина-Русь. Вот родились два блогера. Ты знаешь, как мне насколько было приятно? И он, смотри, какое количество просмотров вот набирает, как аудитории набрал. Его слушает, прислушивается. Именно Василий Интервата особенно шагнул хорошо вперед. Мы частенько с ним встречаемся. Знаешь, я даже слегка даже горд. Я был бы еще 3 раза горд, например, если бы ты тоже занялся блогерством. Почему бы и нет? У тебя достаточно здравое суждение. Нормально у тебя нет никакого косноязычия. Так что не придирайся к себе чересчур сильно. Почему? Начни, например, давай поработаем вместе. Вот я на весь, как говорится, эфир интернет заявляю. Почему бы тебе не заняться? Достаточно много. И потихонечку смотри на вещи. Рассказывай то, что ты думаешь, хотя бы это. Расскажешь человеку свой взгляд. Я прислушивается. Потому что мне, например, приходят и комментарии на мои ролики, которые мы с тобой делали, самые-самые позитивные. То есть тебя люди воспринимают очень положительно. Ты здравомыслящий, порядочный человек. Я извиняюсь, вот как раз первая ступень блогерства – это заведение таких знакомств. Дело в том, что почему мне нужно обязательно стать российским блогером. Потому что я прохожу систему свой-чужой. Они начинают со мной обсуждать, какой Путин плохой, представляете? А я им задаю вопросы. Как бы такие не проукраинские, даже там не про белорусские. И они слушают, и у них глаза округляются. Это не очень эффективно сейчас уже. Но в целом такой интересный контент получается. А что делать вот с зомбями, собственно? Ну нет, ты же сам говоришь, что нужно продвигать. Нам же сказал, что блогерская работа в Беларуси. Почему не продвигать, например, блогерскую работу в России? Потому что там существует 2 силы довольно мощных. И та сила пропутинская, она, конечно же, фаворит, побеждает со всех сил. А у нас, например, чисто направление лукашенковских, таких пролукашенковских блогеров, я, например, даже не знаю, довольно сильных, мощных. Был такой пропагандист, его можно отнести к пропагандистам русского мира, но он такой хвалил и режим Лукашенко тоже. Он уже уехал, в Беларуси нет. Я не хочу упоминать имена таких людей в СУИ. Так вот, а по поводу первого шага к блогерству я бы сказал немножко по-другому. Первый шаг — это все-таки идея. Ты должен сначала сам осознать, что ты хочешь сделать и зачем вообще. Должна быть внутренняя убежденность, стержень какой-то, что ты делаешь правое дело. Смотри, Алексей, ты не знаешь его просто. Я уже за 3 ролика... Я слишком критично к себе отношусь. Ничего страшного. Так вот это и есть главная суть. Если это есть, уже можно начинать. Уже есть основа, фундамент есть. Я заявляю, наверное, Алексей, давай так и сделаем прямо сегодня. Вот так, как говорит Вива Россия, да? Занимайся все-таки этим делом, очень важно. Давай вместе сначала, раз, другой, раз, третий, потом выходи в эфир потихонечку, назови свой канал. Я думаю, люди будут рады, что есть альтернативная путинистам благосфера, еще пополняется новым членом, новым человеком, трезвомыслящим. Главное, что молодой, у тебя большущий запас, не то, что ты, как говорят в народе, старый пердун, еще у тебя там какие-то совковые взгляды. Анатолий, если человеку есть что сказать, то тут возраст особого значения не имеет. То есть у нас как бы тоже есть блогеры разные. Все-таки к людям, которые уже старперы вот разного рода, к ним не так сильно прислушиваются молодые люди. Ну да, но зато к ним есть доверие у людей старшего возраста. То есть это как бы каждый минус это плюс, а каждый плюс это и минус. Но старшие довольно сильно определенные, видишь, там они больше заточены именно на путинизм. А молодые люди, они трезвомыслящие, они совершенно другое мышление, новое поколение. А ты представитель нового поколения. И тебя будет смотреть и слушать. И это нам на пользу белорусам очень важно.
Так что... Нужно сначала послушать, пообщаться с другими, Да, чтобы не это получилось, как в анекдоте, Чукча не читатель, Чукча Да. писатель, понимаете? Это очень важно. Тут я Это- согласен. Связи, там все остальное, с другими блогерами наладить, подписчиков Да, набрать. связь Но с чего-то надо вот начинать. То есть многие, если взять многие блогеры, допустим, даже политические белорусские, ну не многие, некоторые начинали с какой-нибудь фигни, допустим. Обзор, распаковка посылок с Алиэкспресса, например. То есть, Да. ну, чтобы набрать первое количество подписчиков, да, начальное. Или, например, там, не знаю, они снимали, там, не знаю, какой-то блог, обзоры фильмов, там, или путешествовали, или что-то делали. Потом, хоба, все, тематика меняется, вдруг, например, перешли дорогу, там, столкнулись с системой, они поняли, что живут в каком-то мире, там, да, в говне, короче. И с этим надо что-то делать, его надо разгребать, или оно просто тебя затопит, и все. И начинается потом переключение в какую-то тему, и поехало. А вначале, если раскопать первое видео, то там какие-нибудь съемки просто там праздников каких-то городских, причем таких государственных, или, например, распаковка посылок там с Алиэкспресс, что-нибудь такое. Да, точно то же самое со мной произошло. Я никогда не думал, например, я там не считаю себя каким-то политическим. Совершенно я в политике вообще не разбираюсь толком. Скорее, Я просто разбираюсь в социальный ситуации. блогер даже. А? Я бы сказал, что даже, может, больше социальный, скорее, блогер. Социальный, Вам да. надо еще Я- находить проблемы и решать их, вот, не знаю, как Мотолька, например, да, там, выбоины на дорогах, что-нибудь такое, и Да. бороться. Вот Вот это социальное будет другое социальный дело, блогер. например. У меня был интерес, начинался вообще там пару роликов своих давным-давно, как там мудрил, пилорама, я человек совершенно другого покроя, технически, например. Наука меня интересовала, там, здоровье, путешествия, вот. С квадрокоптером возился, а потом вот так сел с человеком. Все началось только один раз, я встретился с Валерием Яковлевым, и сели вдвоем, да заговорили о политике. Все, и понеслась. Это было 2 месяца, 3 месяца назад. Вот всего лишь я занимаюсь вот этой, пускай какой-то социальной, какой-то даже немножко такой политической направленности, хотя я не разбираюсь совершенно в политике, например. Только разбираюсь более-менее в ситуации, которые вот сейчас в мире есть. Но это мое видение, может оно не совпадать даже с вашим. Вопрос Всё. в чате задают вам, Алексей. Все Вопрос к гостю. прислушивают. Так часть Еще раз. Ингушетии таки присоединили к Чечне или нет? Чем Там, закончилось все? Насколько знаю, подписали вот эту демаркацию границ. А чеченцы и ингуши это такой, знаете, такой исторически кусающийся народ, что, скорее всего, там просто протесты будут идти. Понимаете, ну, границу можно провести. Это как Крым. Он типа стал российским, но ничего не изменилось. То же самое здесь. Мне кажется, такая ситуация. Она никак не освещается, я как бы и не слежу за этим. Мы все прекрасно знаем, что если что-то там серьезное начинается, то большая часть информации, она просто замолчится оттуда. Они и в тот раз, когда были протесты, замалчивали, глушили прямо и интернет, и Wi-Fi, и прочее. Но, насколько я знаю, там до сих пор продолжаются протестные движения. То есть это не рассосалось все? Нет, конечно. Тут уже вопрос принципа. Может, они и согласились бы. Просто мы же сказали, что мы пяди своей земли не отдадим. И на камеру. И действительно, у них приезжал к ним Кадыров и извинялся, если вы помните. Да, помню. Вот. То есть сам Рамзан Ахматович извинялся. И чтобы вот так вот обманом или как-то еще все это остановилось, я не думаю. Я думаю, что там не кровопролитие, но очень острый конфликт достаточно сейчас. Ведь это показывает, я считаю, в том числе то, что люди считают себя хозяевами той земли. Потому что, например, если бы часть Воронежской области какой-нибудь передали, там какой-нибудь, не знаю, там другой области, никто бы даже внимания не обратил. Ну, подписали закон, какая разница? Это ж не наша. Мы же кто тут? Мы тут рабы всего лишь. Это ж не наша земля, понимаете? Один из главных вопросов то, что люди не считают себя многие как бы хозяевами, собственниками своей земли. То есть они как вот совок сделал их бесправными, да. То есть ты тут просто раб, ты тут быдло, вот как в казенном бараке, да, ты живешь, это ж не твой дом. Тебя вот построили, ты должен работать, вот ты тут живешь, тебе там дали каких-то харчей, вот ты ешь и все. А в Америке или где-нибудь там на Западе, там все, твоя собственность, твоя земля, твое имущество, ты несешь за это ответственность, ты понимаешь, что если что-то не так, то это твоя земля, да. То есть ты не можешь там насрать соседу, потому что это не просто, как бы, да, это не твой участок, но земля-то все в целом, это же наша страна, и все взаимосвязано между собой. Это одна из немногих, это одна из очень многих скреп вот этих вот советских
духовных и прочее. Лишить людей всего, да, чтобы они не чувствовали себя хозяевами земли. Ну, добренько, все, тогда будем заканчивать. Добро? Да. Потому что слишком уже Добро. длинно мы растянули. Все, спасибо вам. Благодарствую. И кто смотрел, кто слушал, у тебя также Дима в твоем стриме. Да, я еще Он- стрим не отключаю, я буду отвечать на вопросы людей по поводу того, что говорили, потому что сейчас мы больше разговаривали между собой, поэтому я как бы Добренько, следил хорошо. за Я ситуацией там. пока запись останавливаю. Это Да, достаточно. хорошо. Я благодарю вас. Да, если что, тогда кто хочет, может выходить, я пока еще останусь. Мне Нет, надо нет. еще несколько комментариев дать. зрителям. Мы можем выйти пока на секундочку, выйти с Алексеем, чтобы не мешать тебе, хорошо? Ну хорошо, да. Алексей, мы выходим пока вместе и Да. продолжим разговор. Дмитрий, Тогда, Дима, рад знакомству. Да, я тогда еще Дима, ты выключись просто. я продолжу стрим. Или отключи нас, например. Нас обоих отключись, чтобы картинки не было. Нас отключи, а мы останемся с Алексеем пока. Так, хорошо, а мы сейчас пока поговорим, собственно, вот. Что хотел еще сказать. По поводу моста я выкладывал видео сегодня, информация есть. Так, камера сейчас задействована в скайпе, так она не хочет захватываться. Сейчас мы попробуем что-нибудь сделать. Угу. Вот. Вот. Дальше по поводу ситуации. Если кто еще не забыл, 22-го в Киеве пройдет съезд блогеров украинских. Ну и вот мы тоже с Айгоном планируем принять участие. Может еще кто-нибудь тоже. Я как бы сообщал об этом. Этот проект должен состояться. То есть я как бы деньги берегу обязательно, чтобы туда съездить, потому что это все-таки такой знаковый проект, очень существенный. Поэтому я не знаю, будет ли стрим или будет оффлайн видео, потому что чтобы стрим, это надо местную какую-то сим-карту покупать. Там видно будет. То есть, потому что мы уже приедем 22-го, там будет ли время, будет ли деньги. По поводу других мероприятий пока, к сожалению, не могу себе позволить. А так, завтра, например, вот бы было... не завтра, в среду. В среду 13-го день памяти политзаключенных 60-х, 70-х годов в Минске там. Потом, про Чалова в Витебске выступления это нет. Это я уже видел в Могилеве. Что там еще? Форум «Современная Беларусь», там тоже суверенитет, что-то там про СМИ. Это 15 марта будет в Минске. И еще какое-то будет мероприятие. Короче, дофига чего, но пока, к сожалению, нифига. Донаты иссякли, поэтому средств на посещение всех мероприятий, как раньше, в таком темпе нет. Только самое важное. День воли тоже еще планирую посетить. Посмотрим, как там будет с Днем воли. Возможно, там будут протесты. Поэтому, в принципе, я и прошлый раз не праздновать приезжал скорее, а на протестную часть. Так... Серый, тебе сам Бог задонатил в Бресте. Я бы сказал, какой-нибудь мелкий ангел там низшего ранга. Потому что все-таки 2 рубля это скорее мелкий кэшбэк. Тем более, что я уже тут тоже мелочевки такой нашел, там рубли и прочее. Это знаешь, вот в Крапивно куда-нибудь съездить или там вот в Андреевщину я ездил. Это да, билет там покрыть хватит туда-обратно. Вот, на Белсат прошла новость, что Беларусь будет сотрудничать с Польшей в военной сфере. Что думаешь по данной теме? У нас даже было в субботу на обзоре новостей, у нас была вот эта тема, да. По поводу того, что Беларусь с Польшей не просто будет сотрудничать, а там даже соглашение какое-то заключали. То есть это уже официально. Так что многовекторность соблюдается. Торовков заявлял, что мы там с Россией против НАТО, все такое, и все над этим ржали, пожимали плечами, типа, чего? Вот сейчас, когда Россия нам угрожает, это главный агрессор. Сейчас, видите, теперь с Польшей сотрудничаем. То есть это уже как состоявшийся факт. Сейчас Америка, ограничения на количество дипломатов американских сняли. Все. То есть уже как минимум на уровень 2008 года в отношениях с Америкой вернулись.
Брест хороший город. Да, Кейт Эванс, и теплый причем. У нас тут еще жесть. Я не знаю, сколько, вот Артема спросить, сколько у вас там градусов сейчас обычно на днях. У нас там +1 что-то такое сегодня было. Мокрый снег, и не мокрый даже, такой крупными хлопьями валит. Ну, я про это больше полугода говорил. Про что? Кот, адзе размовы через Дискорд, як ранее с іншими белорусами. Но там вообще разговоры были больше даже не с белорусами. Там вообще люди были из Украины, из России, и откуда угодно. Ну и с белорусами тоже. Не, периодически можно делать свободный стрим. В воскресенье было, что у нас? В воскресенье там был видеоролик. Можно будет поговорить, если кто-то соберется завтра, может быть, например, сделать свободный стрим. Посмотрим эту неделю, как испытательный срок дадим нашим этим, как его там, ну, чиновникам, не знаю, как сказать, скорее, ну, как председатель этого сельсовета сказала сегодня в разговоре, что на неделе должны сделать мост. Так что вот дадим им эту неделю, чтобы они там сделали мост, а потом на следующей неделе проверим все это, проинспектируем. Тут понимаете, в чем суть? Я не то чтобы сомневаюсь, что они сделают что-то, просто я видел уже, когда снимал, на видео, может, на стриме не очень хорошо это попало, как это ремонтировали. То есть там есть фрагменты такие, да, где, например, проволокой подвязано, или там пластиковые ленты, например. Ну, знаете, проволокой и скотчем ремонтировать такое вот, это просто жесть. И цементом, да, вот трещины замазаны немножко цементом. То есть там уже разбито, дыры такие, да, арматура там прогнившая, но они просто цемента немножко положили. Вот если сделают так, то это, конечно, никуда не годится, и дело останавливать не стоит. Но если они реально что-то там начнут ремонтировать, то... Вы понимаете, в чем проблема просто? Проезжая часть, она более-менее нормальная относительно. Там и перекрытие, это все крепкое, то есть там такая прям укрепленная. А вот пешеходная часть, она вот нависает, как балкончик такой, да? Вот как балкон, да, плита небольшая, она тонкая такая. И там вот эти дыры, все, это именно пешеходная часть. Сам-то мост, проезжая часть там нормальная, там трещина есть посередине, большая, глубокая. Так что вот такие дела. Это что из мероприятий? 20 марта я планирую в среду, потому что среда это у них приемный день, если что. Утром туда поехать, застримить, может быть, или просто снять на камеру, я посмотрю как. Просто там качество связи плохое. Я в прошлый раз стримил и очень об этом пожалел, там нифига не видно. Вот. А потом, если, например, там будет все плохо, то тогда уже пойти, позвонить там еще человеку, да, активисту, Михаил вот просил тоже, и с ним пойти в этот, как он там, в сельсовет разобраться, настоять, так сказать, на том, что ремонт херовый, например, был. А если ремонт нормально прошел, то поснимать, показать, сказать типа вот, очередная победа, да, вот первая конкретно по данному вопросу у меня. Все, окей, будем следующие смотреть дела. Просто понимаете, в чем дело. Есть специальные сервисы, например, типа 115 бел, да, это, насколько я знаю, Матолька там, кто это вот организовал, по-моему, Матолька. Туда ты обращаешься, если ты какую-то проблему нашел, там фото присылаешь, видео, указываешь место где, и они потом направляют сами там в какие-то органы, все это в местные какие-то исполкомы, там вот так решают. Это, конечно, классный способ, и я ничего против не имею, но я считаю, что каждый человек таки должен сам пытаться бороться, решать такие проблемы делать, да. Во-первых, почему? Потому что, ну, Матолька всем не поможет один, ну или там команда его. Все-таки гражданское общество, я думаю, каждый гражданин должен нести определенную ответственность. Плюс это еще полезно тем, что вы будете опыт приобретать. Когда вы будете взаимодействовать с этими структурами, то это будет опыт. То есть вы будете видеть, как они работают, как отвечают, как действуют вот эти схемы все, да, как они там из кабинета в кабинет перекидывают, какие препоны там ставят, как вообще писать эти заявления, как действовать. То есть это очень важно и нужно. Это личный опыт. То же самое, как и посещение, например, оппозиционных каких-то структур, митингов там и прочее, чтобы посмотреть, как работает система и пройти это все, ну, чтобы более представления здравые были. Поэтому я, конечно, вот за такой подход. Но ничего против 115 бел не имею. Обращайтесь тоже, если что. Так, вот, почитаю чат.
Так, и 2015 года пример приводил. По поводу чего это, Артем? Снег сегодня выпал с утра, да, вот у нас, кстати, тоже, я думаю, у вас там потеплее. Что вы думаете про сотника? Про сотника, наверное. Ничего не думаю, я его не смотрю. В принципе, я знаю, кто это такой, пару выпусков видел, ну, хрен его знает. Ничего не думаю. Так, Гомельская область, снег. Ну, я вижу, что везде. Так, это вы просто в Канаде не были. Это ты, Артем, по поводу снега, или это ты на Торонто намекаешь? О том, что ватники говорили. И знаете, когда я выложил первый раз фотографии моста этого, ватники наши местные умудрились, знаете что, писать ВКонтакте, там в группе, там 16 или 17 тысяч за пару часов просмотров набрала вот это пост этот. И один ватан стал писать, типа, а чего такого, да у нас тут в Борисове, все так херово, что вы там говорите по поводу вот вашего вот этого, да, там, Аршанского IT-офшора. А я говорю, так, чувак, это особый регион, это первое. А второе, а почему ты приводишь такое сравнение? То, что у вас в Борисове так же хреново, как у нас, это не значит, что это хорошо. И там должно быть нормально. А потом там еще тоже какая-то женщина стала с ним, значит, спорить. Я уже понял, что это бесполезно с ватой спорить. Он говорит, ты еще там стань возле Орша-Сити и скажи это как его. Проверяй там грязь на подошвах, типа. Ну, то есть, как бы намекая на то, что я доколупался до какой-то проблемы, ее откуда-то выкопал, она как бы никому не интересна. Типа специально находим какую-то херню. И потом вот. Еще... Потом он стал как аргумент приводить вот той женщине, говорит, а вы знаете, да это вообще все нормально. Вы видели, а вот в центре Торонто, вот там-то срач, вот там-то все хреново вообще, там бомжи, там вообще не пойми что. То есть вот так стал приводить, типа, у нас тут говно и грязь, говорит, а в центре Торонто-то там же хуже. Как бы оправдывая вот то, что вот такое вот срач этот весь и все разбитые, да, мосты, это нормально. То есть, ну, вот это такая психология людей. Так, так, что у нас тут еще? Чат прошел. Так, код адзе размовы, через Discord. Ага, так, я это уже читал. Так, вот, памятаю, коли тебе только знайшел, у тебя на стримах по 2-3 человека было. Ну, не знаю, у меня, по-моему, первый стрим, который был в марте 2018 года, в начале в самом. Там было человек 10, наверное, на стриме. В том числе. Это был самый первый вообще стрим. Там было плохое качество, ужасающее, хуже, чем сейчас. Видео. Там не было никаких ОБСов, никаких донатов, вообще ничего. Там был самый примитивный стрим первый. У меня его, кстати, нет на канале. Я, по-моему, его даже удалил, потому что там качество, там, короче, вначале начинается эхо. То есть такой технический, ну и просто в нем нет смысла. То есть понимаете как? Со временем эти стримы некоторые скрывают, потому что там как бы, ну, допустим, происходят разные новости, и ты узнаешь дополнительную информацию, и она как бы, ну, предыдущая уже не актуальна. То есть, допустим, тебя там спрашивают, вот как ты думаешь, что там будет, например, по поводу того-то, того-то. Ты отвечаешь так, а потом хоп, ситуация поворачивается, и как бы, ну, то уже становится неактуально, потому что уже время прошло. Вот, поэтому тот стрим уже был скрыт. Другие еще есть некоторые в начале. То есть просто как память можно посмотреть, я их потом, возможно, как-нибудь все открою, сделаю, скомпилирую в какой-нибудь более удобоваримый вид. То есть, ну, паузы там всякое вырежу. Но это может когда-нибудь раньше, типа сборника такого. Так, что тут еще пишут. Там, в Канаде, прямо в столице мосты разваливаются и срач. Да, в центре Торонто. Кот, что думаешь по поводу подконтрольной оппозиции? Ну, тут вопрос в том, кто подконтрольный. Если ты говори правду, а про Дмитриева, то, ну да, и их как бы оппозицией, ну кто их считает оппозицией? Они сами только себя считают. ЛДПБ это вообще не оппозиция, это так. А по поводу остальных, тут понимаешь как, все друг друга агентурой считают. Вот ты там агентура, ты там, ну как послушать оппозицию, это просто хороший аргумент. То есть вот как знаешь рэперы, они такие типа я там тру, я там гангста настоящий, там продавал кокаин под мостами, там и, блин, в тупике там с этим как его... самой длинной пушкой там ходил, а вы там типа все такие, мне в хер не годитесь. То же самое и здесь. Каждый говорит, я там тру оппозиционер, я там за идею готов умереть и все остальное. А остальные все это агентура. Ну,
Тут, понимаешь, когда все друг про друга начинают говорить, то без доказательств серьезных ты ничего тут не сделаешь. Поэтому я такие слухи не комментирую. Если послушать, то все агентура вообще. Так. Что у нас тут? Все-таки Филиппович во многом прав. Ну да, в определенных вещах прав. Я же не говорю, что он не прав. Так. Его многие психопатом считают. Ну, за счет поведения, понимаешь? То, что человек говорит, это одно, другое форма подачи, например. То есть он делает правильное дело, например. Решает какие-то там социальные проблемы тоже. Борется со злоупотреблениями чиновников. Ну, реально есть примеры этого. Но вопрос в том, как он это делает. То есть, допустим, он действует, отвечает агрессией на агрессию. И это многим не нравится. Вот человек включает, а там идет просто реально такая разборка. И люди говорят, типа, вот, а кто тут прав, а кто виноват, а мы не знаем. Ну, так вот. И оно действительно так. Поэтому я, например, стараюсь вести дело максимально, так сказать, корректно, не грубить, не хамить, не нарываться ни на кого. Многим может показаться, типа, что ты там с этими чиновниками там церемонишься, надо, типа, жестко давить. Да не надо. Просто если человек вообще, который не в курсе, включит, он посмотрит, но вообще не поймет, что к чему. Кто тут прав, кто виноват. Скажет, вот, опять змагары эти, они там выдумали какую-то проблему, вот нашли тут, кого-то хотят в чем-то обвинить, что, типа, наше государство там такое херовое, на самом деле оно не такое херовое, типа того. Поэтому нет. Важно учитывать опять-таки такой, ну, гуманистический фактор. То есть важно понимать, что, к примеру, некоторые вещи не сделаны не потому, что даже люди там некомпетентные работают или, к примеру, крадут, а просто, например, нет работников, да, нет средств, нету материалов. То есть они бы, бывает, рады были сделать, но разводят руками и реально говорят, что ну, мы хотели бы, но не можем. У нас нет возможности сделать, к примеру, да. Нет специалистов грамотных, которые знают, что как. Тут, к примеру, приказали, возьми, вот сделай там то сё. Где хочешь, там и бери. Не сделал, увольняют. Ну, и человек берет и сделает из того, что есть. Да, с нарушением технологий, да, там это все неправильно, ну а что ты сделаешь? Поэтому тут важно тоже понимать. А не так, что пришел, вот ты там мерзавец, негодяй, все, и начать давить, я на тебя в суд подам, я тебя там волю убью, там все такое. Ну, слушайте, это что же так не годится? Надо, чтобы это было нормально, чтобы у зрителя была однозначная позиция, максимально однозначная, где добро, где зло, чтобы было видно. То есть мы делаем хорошее дело, и все должны это видеть, а не так, что чтобы возникали чисто споры, типа вот правильно, неправильно. Видите, даже здесь Вата все равно находит аргументы, чтобы докопаться. Хотя, ну, никакого плохого слова там не сказали, никого не нагнули, там ничего не сделали. Просто вот есть проблема реальная, ну есть же проблема, но надо ее как-то решать, ну и все. Что тут плохого? Или так оставлять? Ну так же оставлять не надо. Всем насрать никто не хочет делать. Ну окей, хорошо, значит надо нам этим заняться. Не потому что там это мания какая-то. Я вообще не занимаюсь как бы социальной сферой. Ну просто вот чисто случайно шел, увидел и все. А не занимаюсь социальной сферой я тоже не потому, что вообще не хочу заниматься ей. Мне вначале еще кто-то летом говорил, а почему бы тебе не заняться вот там освещением социальных проблем, как, например, там общество Гомель или там как Филиппович или как еще кто-нибудь. Ну окей, хорошо. Но какой выхлоп от этого будет? Смотрите, тут смотрит 30-40 человек. Ну, в среднем, я думаю, 200-300 просмотров у видео будет поначалу. Может быть, потом 400. Но тут люди с Украины, тут люди со всех частей Беларуси. А проблема локальная, мелкая. Вот как это поможет в ее решении? Вот я, к примеру, это освещал проблему канализации в Межево. Вот Игорь Гришанов мне сбрасывал ВКонтакте фото, там, информацию об этом. Я это пустил на новостном стриме. Это в конце 2018 года еще было. А смысл какой? Это мало кто увидел. Это увидело вот там 300 человек. Ну, это ж никому не поможет. То есть, допустим, кто-то там говорит, вот у меня проблема, давай ты там проедешь, снимешь. Ну окей, хорошо, не вопрос. А как это поможет в решении проблемы? Понимаешь, одно дело там написать документ, какую-нибудь жалобу, там пойти к чиновникам, это да, окей, хорошо. А освещение, то есть я как блогер. В этом плане я никак не помогу. Вот если бы у меня было 100 тысяч просмотров там на видео, то да, окей. Это бы как-то подействовало. Или хотя бы 10 тысяч просмотров. Местные какие-нибудь чиновники увидели бы, сказали, типа, да, вот резонанс пошел, надо решать. А тут резонанса ж нет никакого. Поэтому смысл какой? Я считаю, что в этом случае надо еще дорасти. То есть, ну, вести канал, заниматься какой-то деятельностью. А потом, когда
канал станет реальной силой, то есть будет там достаточно просмотров, и это будут видеть, то есть об этом узнает местная тусовка, там активисты, местные чиновники будут знать. То есть когда канал разовьется достаточно и станет силой, вот тогда и надо решать социальные проблемы. Когда ты можешь их решить, то есть ты можешь сделать что-то. То есть тогда есть технические средства, тогда есть финансы достаточные, чтобы ездить постоянно, писать бумаги. Ну, у меня сейчас пока тоже есть на такое деньги, да, но это как бы такое дело. Смотрите, потому что чтобы вывести минимальную сумму, обналичить там, да, 50 рублей, по-моему, это только минимальная, а все остальное там, ну, на уплату связи, например, там что-нибудь такое пойдет. Поэтому вот. Так что решать социальные проблемы нужно, когда ты можешь их решить. А просто делать вид, то есть, ну, взять там, к примеру, и сказать, что да, я там, к примеру, вот людей там кинули с квартирами, например, давайте я там сниму, покажу. Ну, хорошо, 300 человек посмотрит, напишут гневные комментарии, типа, да, в стране беспредел, все херово, ну и все, и оно так и останется. Понимаете, я по этому мосту отправлял в соцсетях сообщения, в это, как его, Радио Свобода, Белсат, что там еще, Хартия. Олехнович вот тоже сказал на выходных. Он, кстати, видео первое, не первое, второе видео про мост, это его инициатива. То есть он сделал, скомпилировал там фотографии, которые ему сбросил вот этого аварийного моста. И он стал тоже постить эту тему, создал пост в Фейсбуке. То есть тоже помог очень сильно. И многие посмотрели, кто не видел, да, или там по второму разу, может кто-то посмотрел, не знаю, видео про мост. Как я разговаривал с чиновниками в Варшанском райисполкоме. То есть он тоже пытался. Я ему говорю, типа, куда ты хочешь направить? Он говорит, я там помогу, сейчас все, я там в Еврорадио там скину еще куда-то. Ну, не знаю. По-моему, никто не ответил. То есть ни мне никто не ответил, ни ему. Даже Орша ел. Я на почту отправлял, и они ничего не опубликовали. Поэтому видите как. Тут ресурс в этом плане очень ограничен. Так, ладно, почитаем, что тут у нас еще. Код вместо евро поставь тайлер. Найти надо такую анимированную картинку. Я поставил что угодно, только это ж надо найти такую картинку. Так, что тут еще у нас? Так, оппозиции у нас нет, к сожалению, пишут. По поводу сотрудничества РБ и РПА. Ну да, это есть. Так, оппозиция у нас у Польши. Так, Кейт Эванс есть, но на нее не обращают внимания на тех, кто реально что-то делает. Ну, понимаешь как, те, кто что-то делает, они в основном действуют по собственной инициативе, понимаешь, они как бы, ну, не в тренде, потому что если ты что-то делаешь, то твои интересы будут пересекаться, например, в том числе идти вопреки там оппозиции. То есть оппозиции во многом она картинку делает, им важно, чтобы картинка была. А людям, например, которые что-то хотят сделать, им важен в первую очередь результат. И тут могут действия расходиться. То есть, когда сходятся интересы, то есть и тем надо, то там нормально все. А в других случаях интересы могут, например, расходиться. То есть, оппозиция получила, скажем, да, хорошую картинку, там опубликовали интервью, статьи, все, тема как бы закрыта, дальше можно не заниматься, ну, либо отложить так, спустить на тормозах. Но, кстати, далеко не всегда так. Оппозиция очень часто и много чего полезного делает. Поэтому все валить, что у нас типа оппозиция там прям совсем плохая, все там зашкварились, все такое. Но я бы не сказал. Если бы вот этой оппозиции не было, у нас другой просто пока нет. Если бы у нас этой не было, у нас бы вообще был бы ГУЛАГ, там Северная Корея и все. Некоторые считают, если она плохая, то как бы все, хуже некуда. То есть лучше, чтобы ее вообще не было. Не, лучше хоть какая. Так, есть так, вот народ смотрит тех, кто просто балаболит. Народ смотрит шоу. Народ любит шоу, поэтому не политические каналы, они, к примеру, всегда популярные. Политикой вообще мало кто интересуется. Тем более все смотрят шоу. Контент качественный, то есть там спецэффекты, там все грамотно, профессионально поставлено, там хороший звук профессиональный, это да, безусловно. И раскрученность, конечно. То есть, когда, например, какой-нибудь там все центральные СМИ или какие-нибудь оппозиционные начинают пиарить кого-то, естественно, это привлекает внимание. А когда человек просто сам, у него нет денег на рекламу, на раскрутку, там что-то такое, ну или просто там еще как-то. Вот смотрите, Андрей Паук. Вот Андрей Паук, да. Вот человек, вот, реально там активизмом занимается, там блогер, мочит чиновников, все такое. Но посмотрите его канал. Он занимается этим уже 6 лет, ведет канал. Но я помню прекрасно еще начало 2017 года, когда вот после тунеядских маршей, у него было тогда 1000 подписчиков. Ну, чуть-чуть меньше, чем у меня сейчас.
То есть 1200 где-то вот так рудобельской показухи было. Его тогда Филиппович пиарил, кстати. Показал видео его. Ну, они там совместно сделали. Паука. А Паук этим там занимался уже 5 лет, наверное. Или сколько, не 5, 4, может быть, года. Канал у него там был. То есть, понимаете, за 4 года там 1000 человек только. Хотя человек реально вот там бомбил. Сейчас, конечно, уровень контента у Паука вырос. И он уже там сколько у него? 6000, наверное. То есть, уже потихоньку есть это рост. Значительный. Поэтому не все сразу. Тут зависит, как попадешь. Но надо просто стараться крутиться, действительно действовать, и тогда все получится. Просто не сдаваться. Понимаете, некоторые сдаются. Сразу попробовали, типа думают, ну я там сейчас вот сниму какое-нибудь видео, похайплюсь и получу сразу 100 тысяч подписчиков, и все. Не, это не так просто. А потом не получается, и там человек через месяц бросает канал, типа, ну и хрен с ним, это не мое. Не, если ты считаешь, что твое, то надо просто действовать, не сдаваться. Надо в первую очередь вообще вначале понимать, что ты делаешь, зачем ты вообще это делаешь. Может быть, тебе не надо это делать. Если ты понял, что это надо, то тогда, как говорится, не слушай никого, гни просто свою линию и все. И ты выйдешь обязательно. Ну, либо ты потом реально поймешь, что это не твое каким-то образом, да, то есть, ну, действительно. Или, может, в другую какую-то сферу. То есть, все само откроется. Иди, главное, дорога тебя выведет потом, куда надо. Так, что тут у нас еще? Чат прошел. Ага, так, я имею в виду Статкевич, Лебедько, Никляев, фейки. Ну, по поводу Лебедько уже не председатель УКП, если что. Статкевич, кстати, он там у него этот белорусский конгресс, он тоже достаточно непопулярен. Эти уже, да, они отошли. Сейчас другое поколение политиков. Вот Губаревич сейчас активно продвигается, более молодые. Северинец, потом кто там еще, вот Николай Козлов занял пост в УГП. Новые люди как бы, да, пришли. Там, ну, увидим еще что. Так, Феде бы спросить, как там война религиозная в Украине продвигается. По-моему, никак. КПБ. Что КПБ? КПБ, ну, КПБ это ж не оппозиция. Я понял, кто есть кто после случая с пожаром. Ну, это, я думаю, просто может иметь личное. Тут политика не обязательно. Потому что тут понимаешь, как там они грызутся давно уже. Так, нашел оппозицию. Тот, который с Филипповичем. Ну, это вы там между собой, я так понимаю. КПБ. Опять, что КПБ? Российская оппозиция Мефисто Брест. Ячейка КПРФ. Не, это ячейка местных коммунистов. Хотя, в принципе, какая разница? Коммунисты, они везде говно. Так, в России есть оппозиция. Ну, внешняя видимость оппозиции есть. То есть там есть партии, которые надули, пытаются представить как некую оппозицию. А насколько они ими являются, то есть они играют роль определенную, да, в спектакле, отведенном им там Путиным, Сурковым, не знаю кем. Но это не значит совсем, что они не верят вообще в то, что... То есть я думаю, если бы режим ослабел, они бы вполне возможно из марионеток попытались бы стать какими-то мелкими игроками. То есть важно понимать, что пока Пыня есть, пока он в силе, то да, они играют роль марионеток. Но они, так сказать, поглядывают только и смотрят, как бы нож в спину воткнуть, вот этот пресловутый, да, удар в спину сделать. Поэтому тут все так. Наша оппозиция тоже бы, в принципе, если бы Луки не было, тоже бы тут развернулась бы сразу политическая жизнь активно. Так. Навальный, проект Кремля. Да, наверное. Я бы доверия большого ему не стал высказывать. Хотя, конечно, и Навальный тоже определенное положительное дело делает. Я бы и мешать ему тоже не стал. Просто не доверять ему, как вот человеку, который, например, вызовет тебя там на площадь, типа, давайте там свергать режим или что-нибудь такое. Ну, понятно, что бороться с коррупцией в России, да, это освещать эти все процессы, пытаться протестовать против введения разных драконовских законов, там, против интернета, всего остального. Это должен каждый человек и без Навального делать, потому что это его права ущемляют, а не Навального. Навальный просто, он использует эти проблемы, да, негативную повестку, чтобы себе получить политических очков. Это нормально для политиков, все так делают политики. Так, российская оппозиция, 5-я колонна в РБ.
Ну, не знаю, Немцов приезжал, вот в УГП, по-моему, он там встречался тоже с людьми, ну, нормально. Как бы, ну, правда, где сейчас Немцов? Важно понять. Вот, Кот, ты был бы востребован у украинцев с информацией о Беларуси, может начать заходить в чат-рулетку и выкладывать ролики. А ты знаешь, Александр, что чат-рулетка это российский проект? По-моему, он или Mail.ru, или кому он там принадлежит, я не помню, где-то читал, что российский проект, поэтому там многие удивляются, почему там столько тупой ваты, почему там столько русскомирцев, там всякого вот такого этого хлама. Так, ну, потому что. Просто там, не знаю, я как бы не специализировался на этом. Я вот подумываю, у меня уже есть давно такой проект, сделать разовый выпуск, может быть стрим, либо записать видео подборку. То есть зайти в эту рулетку сраную и записать там несколько видосов, ну, то есть вот с посетителями, кто там встретится, поговорить, типа, о, там здоровый чувак, там поговорить с одним, другим, третьим, одноразово. То есть сидеть там я не собираюсь, у меня как бы жалею свои мозги и время. Но разово для прикола можно было бы, конечно, сделать. Что понимаешь, я не знаю, честно говоря, у нас в Беларуси как-то эта тема с чат-рулеткой не особо популярна. Вот Сайгон, например, он работает в основном на украинскую аудиторию, у него большая часть там. А больше никто особо чат-рулетками не занимается. Вот ватники начали заниматься, там определенные блогеры тоже. Говорят, что да. Я их не смотрю, но говорят, что вот они там, мне кто-то писал в чате, что они активно там стали лезть туда в чат-рулетку. Ну, не знаю. На украинскую аудиторию говорят, Зайцев, да, чтобы я выходил. Так я и так на нее вышел. Вот с Сайгоном познакомился через Сайгона с украинцами. Они вот активно заходят, смотрят, подписчики есть. И в чат заходят. Как бы, ну, все продвигается. Я же говорю, я собираюсь 22-го на съезд украинских блогеров в Киев. Ну, как говорится, ну где ты еще встретишься? Ты мне про чат-рулетку говоришь. Я вживую с ними буду встречаться. С людьми вот этими. Ну, если, как говорится, тьфу-тьфу-тьфу, ничего там не произойдет. Говорят, там Луганский будет, Полтава, там еще кто-нибудь, ну, известнейшие блогеры украинские, патриотические, естественно. Поэтому чат-рулетка, ну что такое чат-рулетка, а что такое там живая встреча? Так, посмотри на их сайте, партнеры Мефисто Пресс. Так, ну ладно, это я не знаю, честно говоря. О чем вы там между собой, наверное? Это кремлевская партия КПБ? Ну, я вообще их не воспринимаю как партии. КПБ, ЛДПБ это говно, которое, не знаю, для тех, кто вообще не в теме. Так, посмотрите на места палатки за КПБ и успокойтесь. Так, доброй ночи, панство. Да, кстати, спасибо большое Васпух, хотел бы сказать, за донат, вот. А то я как-то упустил этот момент. Тут был донат. Это вещь необходимая, к сожалению, То есть, ну, поездки там, это все требует средств, поэтому донаты нужны. Так. Что министр образования в КПБ? Что министр образования в КПБ? Ну, министр образования у нас может быть вообще, или там какой-нибудь еще, может быть в какой угодно там партии или беспартийной, но раз он стал министром, значит как минимум уже у власти есть определенное доверие, они абы кого в принципе не поставят. Это все такие себе люди, к ним никакого доверия и уважения особо нет. Так, хотя некоторые такие исключения, в принципе, как Маккей, например, или Румас, это более приемлемые люди, хотя все равно государственные чиновники. Понимаете, тут вопрос будущего, например, люстрации тех, кто замешан был в каких-то преступлениях. То есть это расследовать. Например, к Маккею и Румасу претензий нет в этом плане особо пока, что они там зашкварились. Только может быть одно к Маккею по поводу того, что он своей хорошей работой дипломатической, он отбеливает репутацию режима, да, в международных разных организациях. Но это тоже такое преступление, бы я это не назвал никак. То есть это просто, ну, такой вариант сомнительный, типа вот он служит преступному режиму, но с другой стороны, он вполне может сказать, я служу не преступному режиму, а родине, просто преступный режим пока оккупировал Беларусь, и у меня как бы вариантов нет. Типа, а если я не буду сотрудничать толково с другими странами, то нас бы Россия поглотила. То есть, ну это как бы тоже такое. Я бы не стал ему претензии особо предъявлять. Я тоже понимаю, почему людям нравится чат рулетки.
А почему Артем, интересно, именно нравится? Я, честно говоря, не понимаю. Ну, некоторые хотят, может быть, увидеть придурков хуже себя. То есть они там в жизни все хреново, но ты включаешь и видишь там ватник тупой, да, или какой-нибудь там, не знаю, еще дебил с чат-рулетки. И ты такой смотришь, думаешь, ха-ха-ха. Оказывается, я не самый тупой в этом мире, блин. Может быть, вот это. Вот как Задорнов, кстати. Задорнов, он нашел себе прекрасную аудиторию. Он рассказывал по поводу того, о, американцы там тупые, вот все тупые там, и все ржали, да. Хотя вот те люди, которые там ржали, ну, большинство из них, я думаю, там вата-ватные. Они скорее бы над собой ржали. Так. Против первого декрета они не выступали и за него проголосовали. Если вы понимаете, о чем я. Про чат-рулетку, да. Посмотрите наших ватных. Крым, Рым и Макары. Не, я ватников не особо смотрю. Кто-то сбрасывал, в этом Виталий сбрасывал в скайпе. Говорит, у ваты начало гореть, и там ролик Алекса ТВ, поэтому я посмотрел этот ролик. Таки да, у них начало гореть. Они там что-то стали про Польшу, что-то говорить, про то, что вот блогеры рассказывают оппозиционные, он говорит. 2 года уже одно и то же, о том, что у нас все плохо и все говно. Блин, вот я когда это смотрел, я думаю, что ты, мать твою, несешь? У нас 25 лет диктатура. Типа он говорит, вы рассказываете постоянно одно и то же, что у нас все плохо, у нас проблемы, у нас власть плохая. И, типа надо что-то хорошее рассказывать. Ну извини, дружище, у нас ситуация ухудшается. У нас вообще-то не 2 года, у нас 25 лет. Все плохо. Один и тот же правитель. Ничего ж не меняется. Понимаешь? А его удивляет, вот вы там рассказываете столько лет, ну он, видимо, там в первую очередь Филипповича имел в виду Нехта, таких крупных блогеров, да, естественно, не меня. Ну, извини, что есть. И опять-таки, а зачем рассказывать о том, что хорошо? Вот зачем? О проблемах рассказывать, чтобы их решить. Первый вообще шаг в решении проблемы – это ее признание. Если ты не признаешь проблему, если ты не говоришь вообще, что она есть, как ты можешь ее решить? Сначала надо сказать, у нас есть проблема. Вот мы идем неправильно, да? Окей, а раз мы идем неправильно, значит что? Значит надо повернуть в другую сторону и пойти в правильную, да? А если мы не знаем, значит надо подумать, собраться и найти выход. Так? Так. А вата говорит, нет, вы должны говорить о том, что хорошо. Мы идем неправильно, но надо веселиться и говорить, все ништяк, мы идем там не в пропасть, а в рай. Как Путин сказал, да? Окей. Смотрите Киселева, вам там рассказывают, как вообще шикарно все. Смотрите БТ, там рассказывают вообще надои, растут вот с каждым днем. Вот зарплата тоже растет. Офигеть. Только я это не чувствую. Ну да, я же труден. Так, нет других проблем. Так, Freedom в палате от КПБ 8 человек. Увидел ответ честного разговора и нужно ответить на его бред. По поводу честного разговора, не знаю, я не смотрел. Я вот видел это видео Алекса, у меня как бы было желание, может, даже какой-то ответ сделать. Ну, я как бы сейчас вот уже ответил. Все, зачем делать отдельные видео, там, пиарить вату? Я подумал, что, в принципе, вот того, что я сейчас сказал, вполне достаточно по этому видосу его. Хорош. Я меньше обращал внимание. То есть они несут всякий бред по поводу, вот там Польша там что-то проплачивает. Да Россия проплачивает ватных блогеров. Их развелось просто как собак нерезанных. Их это не волнует. Они все гонят Польша, Польша, Польша. Что Польша? У нас кто-то говорит, а давайте с Польшей объединяться. У нас говорят, может давайте там на латинку перейдем. Официально во власти. Никто не говорит. Даже оппозиционеры далеко не все. То есть, ну, некоторые говорят, было бы неплохо, но это потому что и Казахстан вот тоже так сделал. Если бы мы, то это было бы интересный вариант. Потом что-то еще. Там в НАТО вступить. Тут, ну, таких вопросов даже нет. То есть, что они гонят на Польшу, я вообще не понимаю. У нас никаких проблем нет. Вот только одна. Сегодня TVI, кстати, по-моему, или кто там скинул, или Васпи, не помню, уже в Дискорде. Сейчас я посмотрю. Новость такую интересную. По поводу того, что поляки там признали такие как кого-то, партизана какого-то своего. До этого как бы признавали его, то, что он геноцид устраивал белорусов. Там, в Польше. А потом изменили решение. То есть такое вот интересное дело.
Да, вот бывает. Но это как бы такое скорее исключение. Так, в принципе, у нас главная проблема это Россия. Так, зайдя на Украину, можно встретить интересных людей, которых интересует Беларусь, плюс подписчики. Ну, только это же есть. Александр Зайцев. В Дискорде сервер, у нас много украинцев заходит. И здесь тоже вот они были. Я вот заходил на посиделки на эти. То есть мы говорили, пока как бы особо темы не исчерпались. В этот раз, кстати, говорят, в прошлый раз я не участвовал в посиделках, в этот раз говорят, вроде там у них что-то другое, какие-то проекты. Короче, ну, все зашло в тупик, то есть одни и те же темы уже каждый раз, и это неинтересно. Надо что-то новое искать. Вот мы с Анатолием думаем, вчера подумали так и решили. Сегодня надо записать какое-нибудь видео на какую-то тему. Нашли вот россиянина, и как бы, ну, я предложил такую тему. А давайте сравним две диктатуры. То есть одни говорят жестче путинская диктатура, другие говорят нет, Лукашенко, вот он тиран, он вообще хуже. Давайте вот, так сказать, на весах справедливости попробуем сравнить. Ну, как получилось, судите сами. В начале ролика там. Честно говоря, немножко не то. То есть дисциплины этого всего нет. То есть я бы хотел, конечно, все четко по пунктам. Начать там свобода слова, посмотреть, потом какая-нибудь там внешняя политика, там, да, внутренняя политика, там что-нибудь оценить это все, насколько там закручено все, насколько там страна открытая, насколько там закрытая и так далее. Ну, как получилось, что получилось. Больше поговорили так. Так. Никто не убирал. Так, общее число депутатов в Палате представителей 110. И так, никто не думал митинги против третьего декрета. Никто не делал митинг против третьего декрета. Но это ты про коммунистов, да, Фридом? Ну, коммунисты вообще за... В Советском Союзе была уголовная статья за тунеядство, поэтому почему коммунисты будут против декрета номер 3? Они же будут за декрет номер 3. Еще было в Советской Конституции, например, статья какая там, ну, политические там всякие были статьи чисто, да. Была статья, что там еще интересного? Была статья за мужеложество. Ну, то есть за педерастию там сажали тоже в тюрьму. За тунеядство сажали в тюрьму. И за то, что ты, короче, не согласен там с партией, тоже сажали в тюрьму. Сейчас как бы все это завуалировано. А прямых статей таких нету. Так, пятая колонна. Да, пятая колонна, коммунисты и всякие там пророссийские партии. Так. Нет, дело не в депутатах, Артем. Дело не в том, что там 8 человек или нет, а дело в том, что вот их может и 8 человек, но у нас-то какая вон идеология у Луи. Много-много этого совка осталось. Так. Конкретно эти люди 8 они не влияют, но в принципе у нас парламент-то вообще мало на что влияет. В руководстве там есть совки. Так, и еще раз повторяю, так, министр образования, да это как бы в спор тут в принципе ни о чем, это мы все пропустим. Любой ватник сглотнул бы про 98%, это же посыл, но только не эти идиоты. Ну да, 98% за независимость Белоруссии. И готовы защищать суверенитет. Это где-то был такой опрос. Не то наша Нива проводила, не то кто. Вот. Так. Код. Российская оппозиция ничего не делает. ЛДПБ, КПБ, их никто не трогает. А зачем их трогать? В том-то дело. Они ничего не делают. Они как раз имитируют демократическую деятельность. Что вот сидят в парламенте, и все, это их задача есть, а зачем им делать? Если они будут делать, они будут восприниматься как реальная оппозиция. С ними начнут бороться, им там все перекроют. А зачем им это надо? Они себя хорошо чувствуют, они сидят в парламенте, получают там деньги, у них как бы все карты и все, а зачем им что-то делать? Они что-то за деньги пришли только. Так, пятый раз повторю, министр образования, ну, это как бы вы там, ну, ладно, спорьте между собой, посмотрим дальше, что тут у нас еще есть. Так, здесь беспартийные, так, тут все споры опять какие-то. Как ты думаешь, почему власть допускает на ТВ Киселева и Соловьева? Ну, не знаю, это, возможно, одно из условий, когда Лука кредиты брал по поводу свободы вещания российских СМИ, что-то такое. Но опять-таки, они допускают Киселева, Соловьева, но там есть возможность вырезать фразы разные, ну, которые не нравятся. То есть у нас идет РТР Беларусь, НТВ Беларусь, там, короче, все Беларусь. Для чего это делается? Если там что-то будет гнать про режим Луи, то все, мы это не увидим.
скорее всего. Киселев прервется на рекламу, там Соловьева покажут через пару часов там вырезанные версии, все такое. Поэтому в этом плане они защитили. А то, что там они что-то против Украины говорят, там против кого-нибудь еще, против пиндосов, это пожалуйста. Наша власть, по-моему, к этому претензий не предъявляет. Ну, говорят, и говорите дальше. Типа. Им главное сохранение режима. Понимаете, что? А если режим не трогает, ну, пожалуйста. Так. Да, Запад наш декрет не волнует, но это как бы повод. Понимаете, как вот власть приняла такой декрет, Запад, естественно, это возьмет и будет говорить, вот смотрите, вы нарушаете права человека тут. Да, вы там нарушаете там, свою же конституцию. Естественно, Западу это не надо. А почему Западу это должно быть надо? Они формально, конечно, защищают права там белорусов, все, но это же не... Это страна Беларусь, это страна белорусов. Белорусов в первую очередь должен волновать этот декрет. Запад поможет, но он поможет только тогда, когда будет действительно внутри недовольство в страны. Когда люди будут показывать, что они готовы там бороться. Запад, естественно, будет активнее действовать. Но опять-таки люди должны направлять в свою сторону. Запад будет пытаться свою выгоду искать. Они помогают не для того, чтобы белорусов там освободить и сделать там великой свободной нацией и прочее. У них свои интересы, естественно, есть. Поэтому у народа должны быть тоже свои интересы. То есть какие-то лидеры там, да, они должны представлять интересы белорусского народа. Хоть как-то. Естественно, что за помощь Западу там определенные какие-то сделки тоже там что-то протолкнуть, что-то тоже сделать. Но это как бы лучше, чем вообще ничего. Если бы Запад прям сказал, что мы вообще умываем руки, нам права не интересуют. Если бы у нас по соседству была, например, Саудовская Аравия какая-нибудь, там, не знаю, Туркмения, там, КНДР, то есть не Литва, Польша и Украина, к примеру, а вот эти страны, то поверьте, мы бы жили в полном ЖП. У нас бы здесь была такая херня, что ни мало не покажется. Так что лучше все-таки Европа, там Запад и все остальное. Это безусловно лучше. Тут диктатура. Здесь такая диктатура. Ого. Конечно, диктатура. Кстати, Чистоправд, откуда ты выполз? Нарисовался. Тебя не было что-то давно. Так, вообще-то они нам помогали в правовом поле, а российцы нет. Да, вот это, кстати, большой момент. Запад нам помогал вот в поддержке этих прав. То есть, да, неважно в каких-то своих интересах, не своих. Но я говорю, если бы у нас не было вот этих НГО всяких, если бы не помогали, там, не делали высказывания дипломаты, режим бы настолько закрутил гайки. Вот сегодня я смотрел, Евсен Вятка в Дискорде сбрасывал видосы про КНДР. Это, блин, вот такой трэш, это такой угар. Вот там человек снял, работал там в КНДР, из России, видимо, да, где-то там что-то делал, снимал без звука, там большинство видео. Он проезжал по дороге просто и снимал вот жизнь КНДР, не ту, которую вот туристы снимают, когда приезжают, а такое, ну, относительно так и скрытые. То есть там дороги делают люди вручную, там камни, например, гравий вот этот насыпают на железную дорогу, они там молотками долбят, на рельсы ложат, долбят молотком, на мелкие кусочки раздалбывают, там десятки, сотни, тысячи людей занимаются херней. То есть там такие поезда едут, там убогие все, прогнившие вагоны, то есть там полный вообще трэш и хаос. Вот это результат того, что на севере соседствует КНДР с кем? С Россией, на востоке там с Китаем и на юге, ну, с диктатурами. Вот, пожалуйста. И у нас бы было что-то типа того, если бы мы соседствовали с такими же странами. С КНДРами всякими. Так, что тут у нас еще? Так, Эйсман сказала, диктатура это полезно. Также для ее мужа Ивана. Ну, для нее, конечно, полезно. Она сейчас кто там? Пресс-секретарь президента. Ее муж начальник Белтелерадиокомпании. Ну, конечно, для них это полезно. Вот докажи им, что для них диктатура это вредно. Вот докажи. Они ж не поверят тебе, поверь. Так, это то же самое, что какому-то партийному функционеру, там, совковому, доказать, что совок это плохо. Он скажет, какое плохо. У меня привилегии над быдлом, над обычным, да, я там при власти, там царь и бог и все такое. Докажи ему, что совок это плохо.
От демократов больше диктатуры, чем от Лукашенко. Если придут к власти демократы, то лишат русский язык статуса государственного. Вот такие у нас демократы, а при диктатуре свободы больше. Ну, опять-таки, а что ты скажешь, Чистоправ, если Лукашенко лишит, к примеру, русский язык статус государственного? То есть ему сейчас Путин наступает на пятки, и он, естественно, будет сопротивляться. Он может вполне до этого дойти. Вот Назарбаев на латинку перешел. Вот как ты отнесешься к тому, если Лукашенко, к примеру, возьмет, тогда мы перейдет на латинку. Понимаешь, тут не демократы при том. При этом, кстати, вот Артем уже когда-то в разговоре там в чате, уже в Дискорде сказал такую мысль, что как бы наша оппозиция это зеркальное отражение режима Лукашенко. Ну вот это формальная наша, системная эта оппозиция. Поэтому тут надо сказать, что мы говорим как бы о реальной демократии. Просто вот у нас такая позиция сейчас есть, какая есть. И у них есть информационный ресурс, да, который способен хоть как-то противостоять диктатуре. У них есть средства, там, да, чтобы организовать тут же митинг или что-то, да, там, да, подать заявку. То есть ты реально, к примеру, не можешь просто выйти, там, организовать митинг там, больше, чем на 1000 человек. Это только надо, по-моему, там юридические лица, партии, разные объединения могут такое подавать. То есть вот так вот. Поэтому эти все разговоры, что вот, там должны быть все из народа, никакой поддержки Запада и Востока, ну это хорошо, но это нереально пока. У нас нет, например, кого там еще. Крупный бизнес мог бы быть такой поддержкой. Но у нас нет такого бизнеса, который был бы независим от власти, крупный, от России и от Запада. И чтобы, например, он спонсировал кого-то, и чтобы его там не запрессовало КГБ, ФСБ и прочее. Поэтому тут такие дела, понимаешь. Просто в нашем положении сейчас Россия это зло, потому что она играет на сторону диктатуры, да, на возрождение империи, совка и прочего, закручивание гаек. А Запад пытается противодействовать, они за демократические ценности. Неважно, насколько они реально там хотели бы, чтобы у нас были демократические ценности или нет, но те действия, которые они предпринимают, они хоть как-то удерживают равновесие. У нас все разбалансировано. У нас вот есть диктаторский режим огромный, да, представь себе весы, вот чисто правда. На одной чаше весов лежит диктаторский режим, такой 100-тонный кирпич, а на другой там маленькая пушинка, там, да, песчинка какая-нибудь в виде там некоммерческих организаций, там активистов, оппозиции и всего остального. И ты говоришь, слушайте, а вот надо было уравновесить эти весы, но давайте мы не будем на ту чашу, на другую, где маленькая песчинка, что-то ложить такое, да? Зачем туда ложить там что-то? Зачем, например, усиливать, давить туда каким-то образом? То есть, если мы не будем это делать, то есть противодействовать диктатуре власти, то у нас будет просто вот монополия там во всем, политическая, потом экономическая. Вот Лукашенко всем своим друзьям раздаст привилегии, у нас будет там сеть магазинов там одного человека, да, табаком будет заниматься другой, то есть мы уйдем в какой-то 17 век там, и все. Один барон будет заведовать там выпуском водки, другой барон будет заведовать там выпуском сигарет и все, и ты не найдешь никакой альтернативы. Западные там товары или какие-нибудь другие, там российские, их запретят, перекроют, там они будут обложены пошлинами и всем остальным, то есть бери только это, и все, сервис станет вообще ниже плинтуса, все в жопу скатится. Тебе это надо? Нет. Так и что-то говорить. Я смотрю, у ватников просто в голове вот каша какая-то, они вообще не понимают, что происходит и к чему это приведет. Я понимаю, что тебя конкретно диктатура пока еще, может, не взяла за жопу, но рано или поздно дойдет. Хотя, в принципе, ты, наверное, хотел бы валить лес. Вот есть хорошая картинка, я находил там ад ватника и рай ватника. То есть ад ватника, да, такая картинка нарисована. Стоит Гитлер, в котле ватник варится, типа, да, и стоит нацист такой с автоматом. Типа фашисты там, да, это ад ватника. А внизу картинка рай ватника. Стоит Сталин, ватник такой с телегой возит уголь где-то там, да, на каменоломне, и стоит этот охранник, НКВДшник охраняет. Типа вот это рай ватника. Ну блин, вот просто в точку. А по поводу того, что демократы хотят ввести там белорусский язык, ты просто посмотри процент белорусскоязычных у нас, и посмотри процент там СМИ, сколько в образовании, сколько чего. Они не заставят никого, и они не будут это делать.
говорить на белорусском языке, потому что у нас просто даже нет специалистов и нет преподавателей, к примеру, которые могли бы там обучить сразу всех, там всех заставить что-то сделать. У нас проблема в том, что белорусский язык вымирает, ему надо помогать. Это вот эти все законы, которые там принимают, они не для того, чтобы вытеснить там русский язык или что, а хотя бы сбалансировать. Вот хотя бы у нас 2 государственных языка, да, значит должно быть 50 на 50. Вот это будет нормально. А у нас сейчас 10% в лучшем случае на 90%. Поэтому если оппозиция удастся добиться того, что будет 20%, к примеру, на 80%, то, извини меня, это совсем неплохо. И ты от этого не пострадаешь. Вот я удивляюсь опять, как ватники боятся чего-то. Кто тебя заставит? Вы сами себе противоречите. Я часто даже в чате такое видел. Ватан пишет, типа, почему вы не размовляете на белорусской мове, там, вы там националисты, там, фашисты и все такое. Ну, опять-таки, мы немножко не фашисты, там, не такие уж националисты прям. Тут как бы немного другое, это первое. Второе. Говорят ватники, да, вот вы не размовляете на белорусской мове, а через 2 комментария пишут, вы хотите всех заставить там разговаривать. Ну, чувак, ты сам себе противоречишь. Если мы сами не говорим, и, допустим, да, вот большинство русскоязычных людей, то как мы тебя заставим? В первую очередь нам придется себя заставить сначала, да, каким-то образом, иначе вот как. То есть вата вообще, она настолько тупая, что, извините меня. Так. Что у нас еще? В том-то и дело, что депутаты голосуют за все ограничения и дебильные секреты. Кстати говоря, вот год прошел, а ватники пишут ровно одно и то же. То есть, по-моему, я уже в прошлом апреле или даже, да, в апреле там, наверное, уже говорил на эту же самую тему, все то же самое говорил практически. Вот этим ватникам в чате, Чистоправ там всяким, там ДТВ тогда был, кто там еще заходил. От них никакого абсолютно конструктива. То есть вату надо просто банить, она нахрен не нужна. Они только время убивают на них отвлекаться. Потому что, ну, ты просто говоришь об одном и том же. Это для того, чтобы развивать дальнейшие какие-то темы, да, у нас. И обсуждать вопросы полезные. А повторять одно и то же каждый раз. Просто включи стрим годовалой давности, и там найдешь ответ на свой вопрос. Да, ничего умного от ватников я не видел тут. Конечно, ватники не знают, что такое демократия. Откуда им это знать? Они не знают, что такое демократия, права человека, свобода слова. То есть про что это вообще? Им это, кстати, и не надо. Зачем им знать, если им это не надо? Вот мне, к примеру, не нужна там Саудовская Аравия. Я туда не хочу ехать. Поэтому я не знаю, к примеру, географию Саудовской Аравии. Где там какой город находится. Ну вот и ватникам то же самое. Им права вообще никакие не нужны. Им не нужны никакие свободы. Им вообще нифига не надо. Им дать бутылку водяры дешевой. Или можно даже спирта технического там разбавленного. Дать там папиросу Беломор. Или просто там даже, я не знаю, бычки какие-то там допить. Все. И хлеба там черствого плесневого кусок подкидывать. Это вот для них уровень жизни. И дать какого-нибудь вождя. Чтобы вот он такой стержень в жопу засовывал. Чтобы вот чувствовать прям стержень и принадлежность к великой какой-то цели. Вот и все. И вся их цель. И они, главное, если... Не, ну ладно. Ты хочешь так жить, пожалуйста, живи. Это твое дело. Тебе так нравится, да ради бога. Но они же хотят и других так заставить. Тех, кто не хочет так жить. Вот я не хочу так жить, к примеру. Почему я так должен? Вот тебе нравится коммунизм, ну, будь ты коммунистом в свободном мире, как бы всем место найдется, и коммунисты тоже есть. Вон в Беларуси тут даже есть коммунисты. В Америке коммунистов дофига вообще. Так, основные каналы у нас российские. Так, что тут у нас еще написали интересного? Так, основные каналы. Покажи мне другой белорусскомовный канал и не гони Белсат. Ну, Белсат, кроме Белсата у нас что есть белорусскомовное? Еврорадио не знаю, белорусскомовное полностью или нет. Радио Свобода это больше не телеканал, это больше радио, хотя они там трансляции тоже делают. В принципе, да, основной канал Белсат самый крупный. Производство зомбофарша для голов бульбоедов поставлено на поток. Да, к сожалению, именно так. В отличие от Росканал, которые
Связи работают с нашими госканалами. Нет, так это наши берут контент оттуда, в основном там сериалы, все. Ну вот насчет Соловьева, то да, это, конечно, Соловьева, это можно было бы каким-то образом заменить там на свои шоу. Ну, народ требует рейтинговое шоу. Может, договоренности, говорю, какие-нибудь. Так, что у нас тут еще? Чтобы организовать митинг, нужны деньги в связи с новым законом. Да, в связи с новым законом вообще. Но это как бы показывает то, что нас уже тоже загнали в диктатуру, в чебурнет абсолютно скоро загонит. Не как в России. То есть оппозиция для того, чтобы собраться там на митинг, должна заплатить еще кучу денег. Как бы, ну, с какой стати? Захотели, вышли. Мы в свободной стране, взяли, вышли и все. То есть это, к слову, насчет того, что бороться только разрешенными методами. Я в корне не согласен. Надо бороться разными методами. И запрещенными тоже. Потому что обыграть шулера, всегда играя только по его правилам, ты никак не сможешь. Все равно придется нарушать. Это то же самое, как там пройти по воде, не замочившись. Невозможно. Рано или поздно придется. Другое дело, что это должно быть оправдано, подготовлено и выполнено только в тот момент, когда надо. А не просто, когда там, извините, кто-то зазывает на площадь, там, давайте вы выйдете на площадь, получите дубинкой, и мы получим там деньги и хайпанем, СМИ там что-нибудь напишут, да, картинку получим, а вы получите дубинкой и штрафов потом. Вот извините, нет, вот это не надо. Но иногда нужны и не только разрешенные методы, потому что по-другому никак. В том и суть выигрышной стратегии, что необходимо отходить от системы. То есть, когда ты действуешь полностью вот в рамках этой системы, то ты ее не преодолеешь. Надо придумывать креативные какие-то ходы, вот это все обходить, то, чего власть не ожидает. Вот тогда все будет. А если нет, ну, Лукашенко знает, как уже бороться вот с такими всеми способами. Вот оппозиция проиграла старые, они использовали старые примитивные методы. Сейчас появились вот новые, да, там новое поколение, блогеры там какие-то появились, активисты. Но пока власть еще не совсем до конца знает, что как с этим делать. Потом придумают эффективные способы, чтобы это законно выглядело, будут душить, задушат блогеров, там, СМИ и все остальное. Надо будет еще что-то придумывать, то есть постоянно развиваться, двигаться, потому что они закупают оборудование, к примеру. Раньше способ был такой: госканалы, телевидение, газеты, все государственные пишут про то, что надо. Хопа, появились там какие-то независимые, к примеру, да, их там нагнули. Люди стали сами брать камеры, снимать на видео, к примеру, да. У них стали отбирать материалы, да, ловить их там, чтобы все это не доходило. Там эти кассеты, там, что там, карты отбирать, сломать. Появились стримы мобильные, да. Теперь стали вести стримы. Тут уже стрим ты никак не отберешь, уже все, как говорится, идет в прямой эфир, люди видят. Власть придумала глушилки, выключать связь. То есть постоянно идет борьба там, да, оружие, там, доспехов и вот так вот. Так, что тут у нас еще? Так. Человек без памяти о себе – хороший раб. Человек без памяти о себе – это манкурт, да, идеальный раб. Так, если мы уравновесим, будет хуже. Если мы уравновесим, будет отлично вообще. Что значит будет хуже? Хуже, чем сейчас, будет только тогда, если будут гайки закручены еще сильнее. Так, что-то ты, Артем, уже не то сказал. Диктатура рухнет. Вот именно, это и хорошо. Даже анархия, мне кажется, лучше, чем диктатура. По крайней мере, ты там живешь какой-то своей жизнью, и тебя никто не трогает. Это уже как бы нормально. Вот как в Украине, например, даже. Так. Просто это как бы такой вопрос субъективного восприятия. Кто-то считает, что ему порядок был бы лучше, к примеру, там, диктатура и прочее. Ну, я считаю лучше, например, даже анархия. То есть, ну, какие-то олигархи там между собой грызутся, нет какого-то единства. Ты сам по себе живешь, то есть тебя, по крайней мере, никто не ставит раком, какая-то тоталитарная власть не нагибает. Просто для меня вот такой строй кажется более приемлемым. То есть ты живешь, занимаешься своей жизнью и все. А при такой диктатуре,
когда у власти есть критическая сила, чтобы вот каждого нагнуть и раздавить как червяка, и у тебя нет никаких вариантов противодействия. Если, как говорится, ты там с одним бандитом поссорился, ты там можешь обратиться к другому, как противовес использовать. Там с одним депутатом там можешь в другую какую-то партию. То есть, когда есть разные конкурирующие структуры, примерно там равные силы, то это же лучше, чем когда есть только одна вот монополия, которая все. Ты никому. Вот государство, оно везде. Оно в религии, там государство будет, к примеру, сидеть там в торговле и в силовых структурах полностью все контролирует. Представь себе, что ты будешь делать, там, куда ты обратишься. Вот все закрутят, чебурнет сделают, все. Что в этом хорошего? Ничего. Пусть лучше будет такая полуанархическая какая-то структура со слабой центральной властью. Мне это было бы гораздо лучше. Хотя это, конечно, не идеал, это не значит, что я там вот считаю, что это как бы конечный хороший вариант, но просто я считаю, что это было бы лучше даже, чем то, что есть сейчас. Лука, мистер Зло, а Колька младший, да, мини-мэй, выражаясь терминологией вот этого фильма про Остина Пауэрса. Кот, так у нас и так белорусский язык. В каком плане, Фридом? То, что его изучают, да. Все белорусы, насколько я знаю, изучают белорусский язык. Это в школах так заведено. Все его читают по-белорусски, все понимают. Просто в повседневной жизни не употребляют и все, но все понимают его. Только кто приехал, ну это если про Остина Пауэрса. Ага, да. А кто же у нас Gold Member? Тогда, если про Остина Пауэрса. Интересно было бы знать. Так, просто нет канала на Мови, не аккредитовывают Белсат. Так и его и не аккредитуют, потому что он оппозиционный. Если бы, например, Белсат занимался просто показом там фильмов культурных, типа как Беларусь культура там или что-то такое есть. Беларусь 5 или какая-то там, Беларусь 6 или 127 какая-то там, ну где про культуру в основном рассказывают, какие-то фильмы показывают. Там, по-моему, белорусской мовы много. Или может это я ошибаюсь, но, по-моему, раньше что-то лет 5 назад такое вот было. Я просто вообще телек уже очень давно не смотрел. Наверное, года 3, в принципе, вообще не смотрел. Поэтому даже не знаю, какие там каналы сейчас идут. Так, нет дела производства, по примеру Финляндии, где полностью 2 языка ГОС. Но на самом деле, говоря о 2 государственных языках, тут тоже такой вопрос. Один государственный язык, это, например, экономия дополнительная. То есть меньше нагрузки, то есть не надо переводить, к примеру, документы. Это кто-то может сказать, мне надо нет, мне надо тот. То есть понимаете, как один госязык, это, например, дешевле было бы для дела оборота. А чем больше госязыков, тем это сложнее и больше затрат требует. Поэтому тут смотря с какой стороны подходить, я думаю. Так, фашисты как раз таки вата, да, вата это фашисты, это оккупанты. Это коллаборационисты, которые сотрудничают с вражеским государством и пытаются навязать его порядки здесь. То есть они представляют интересы. Вата это 5-я колонна. Это вот реальная 5-я колонна. То, что они там про какую-то Польшу говорят, там про Литву. Какую Польшу тут Литву видели? Белсат говорят. Ну извините, Белсат освещает проблемы населения, низовые. И они критикуют власть. Да, они там используют хайп иногда, используют там всякие методы, но извините, это СМИ. Все СМИ так работают. Что вы думаете? Тут ничего такого нет. Проблема не в Белсате, проблема в том, а почему государственные каналы не занимаются освещением проблем. Там что-то вот произошло, где-то отжали квартиру, там менты произвол сделали. Почему об этом не говорит БТ? Давайте БТ об этом будет говорить и все, и тогда можете Белсату претензии предъявлять, что вот они там занимаются расшатыванием ситуации. Но больше ж никто об этом не говорит. Тунеядские марши прошли, БТ об этом не скажет. Или скажут, что вот там негодяи там расшатывают, там что-то делают, хотя реально, ну, простые люди вышли, там даже не оппозиция организовала, а самоорганизовали. Не понимаю логики ватников. Они не понимают, что сами себя загоняют в какой-то вот в западню, а потом, когда у этой же ваты что-нибудь там станет, квартиру отожмут или там на хвост наступит, никто же и не заступится. Потом они начнут завывать там, ой, да что у нас тут ничего нет, что же за беспредел творится. Извините, ребята, беспредел 25 лет творится, а вы только заметили. Вы же сами этому способствуете. А потом, как что, они, будьте уж благонадежны, они начинают
про свои права внезапно думать, когда им хвост прижимают. Лу в 95-м, так, что там написано? Что-то упустил. Лу в 95-м обманул общество, да. Да он всегда его обманывал вообще-то. И не только в 95-м. Он вон 10 лет по 500 говорит. Я время от времени чувствую, что я ватник, читая чатик. Ну, не знаю, я чатик многие сообщения пропускаю, потому что, ну, там, как бы, спор, обращение между собой людей, как бы, ну, это не ко мне. Мовах это зброя, тому яе боится улада. Да, это невыгодно России, естественно, пророссийской этой пятой колонии. А власть почему этого боится? В принципе, сейчас для власти это бы было выгодно даже максимально. Как раз вот мова это мова, да, и мы как бы ничего такого не делаем. Но у нас как бы свое государство, у нас свой язык, а почему бы вот не вести его? Ну вот Лукашенко не может. Так, зашел в меню приставки зала от Белтелеком. Чуть не вытекли глаза. IT-краина. О, ты бы зашел куда-нибудь там, я не знаю. Вот я тоже, кстати, зашел на той неделе в райисполком. Там, блин, такая IT-краина. Вот IT-офшор просто, аршанский. Знаете, какая? Там сообщения, обращения не доходят, пропадают. Они сами сказали, у них сбой, они не могут отправить сообщения. Короче, те сообщения, что на e-mail приходят, там корявая неисправная кодировка, они не могут это все раскодировать там в Word. Ну, то есть они знают как технически, но им там типа запрещено, их там что-то контролируют, такое вот они сказали. Короче, блин, такая IT-краина. Вот если вы попытаетесь в электронном виде что-то там написать, сделать, я вам категорически не советую. Только бумагой. Я думал, что это легче, там, сэкономить бумагу, не распечатывать, там, ну, вот эти адреса, там, формы, все, не-не-не. Только так, по старинке, а еще лучше приходить лично записываться на прием. Потому что никакие ваши IT-сообщения это не дойдет, а если дойдет, то потеряется, а если там не потеряется, то этим просто все это выкинут и все. Это такая IT-страна, что я не знаю. В итоге все пришло к тому, что, опять-таки, ну, отправили в этот сельсовет, а у сельсовета-то и сайта нет, наверное, там какая там IT-страна. Так что да, это просто показательный регион. Остальные непоказательные районы я и не говорю даже. Там вообще такая IT-страна. Так, да, это много бреда бывает. Ну, не бреда, просто, я бы сказал, как бы, ну, такое личное мнение у каждого может быть. Каждый имеет право выражать любое мнение. Такое вот оно есть. Я даже, как бы, ватников не особо блокирую, если только они не флудят, не спамят, не оскорбляют других. В принципе, я редко вообще блокирую кого. В основном модераторы. Так, код у нас хуже, чем в РФ. Ну вот мы сегодня об этом как раз спорили. По некоторым пунктам получается, что даже нет. Допустим, у нас за репосты меньше таких вот дел, что кого-то там обвинили, посадили. У нас больше за экстремизм. То есть, понимаешь, как не за сами репосты, а там за содержание. То есть человек лайкнул, например, порно, картинку какую-то, его за распространение порно сажают. Не за репост, собственно, а за распространение. Просто это считают как бы так, что вот репост считается как распространение. Или, например, экстремизм. Там все-таки по некоторым пунктам получается пожестче. Вернее, у нас пожестче, у них помягче. То есть мы об этом смотрели, сравнивали. Там вот в сети идут оппозиционные каналы. Ну, какие бы они ни были, фейковые, не фейковые, но там критикуют Путина открыто, да. Ну, критиковали раньше. После Крыма, наверное, уже таки да. Там тоже все закрутили. У нас такого не было никогда вообще. Дальше что? Зато у нас, к примеру, тут рядом Европа, то есть там с выездом, по-моему, попроще было. Потом что-то еще. Ну, как бы тут так, один пункт у нас лучше, а один пункт у них лучше. Это спорный очень момент. Вот мы спорили, так сравнивали, тут особо как бы и не пришли точно к выводу, где лучше, где хуже.
Чебурнет у нас давно. Чебурнет давно, но смотри, ты же заходишь на оппозиционные ресурсы, пишешь, да, Хартию заблокировали. Ну, блин, Хартия это все-таки днище. Я, конечно, очень категорически против блокировки Хартии, я их поддерживаю в этом плане, там, 100%. Не потому, что я люблю содержание, а просто, ну, так делать нельзя. Партизан пытались блокировать, ну, в принципе, при желании можно даже без VPN посмотреть многое. То есть у них есть в соцсетях аккаунты. То есть ты же Ютубом, Твиттером пользуешься. Вот в Турции, например, когда были протесты, там блокировали Facebook и Twitter. У нас же такого не было. У нас блокируют единичные сайты некоторые. Но при желании можно зайти через прокси там какой-нибудь и посмотреть. Поэтому это не Чебурнет. Freedom Чебурнет это когда физически вообще нет связи с интернетом. То есть как Кванмён в Северной Корее. То есть ты не можешь в Google пройти. Даже в Китае это не Чебурнет. То есть ты хочешь, ты никак не можешь. Нет связи с интернетом. То есть просто шлюз физически обрублен и все, не соединен. Ты только во внутренней сети, которая не связана с внешним миром. Вот это Чебурнет. Это вот реальный, жесткий такой, жесточайший Чебурнет. У нас такого пока нет еще. У нас он просто возможен. У нас потенциально опасное положение. Вот Белтелекому что-то взбредет в голову, Лука даст приказ, и все, у тебя завтра связь пропадет. Это да. Но Чебурнета именно реализованного такого, чтобы он реально вот здесь был, сейчас работал, пока такого нет. У нас есть потенциальная угроза его возникновения. Что знаю и думаю, то и пишу и говорю. Ну, иногда все-таки лучше как-то, не знаю, прямолинейность, я бы сказал, это не всегда благо. Это очень часто вредит. То есть некоторые думают, что если говорить все, что думаешь, что это очень хорошо, и это как бы показывает там какую-то правдивость, там, и вообще это здорово. Нет, это иногда отпугивает людей, это иногда может там поссорить и что угодно сделать, и это как бы ведет к раздорам, и не всегда это позитивное явление. Надо иногда выбирать, что можно сказать кому и что нельзя, и в какой ситуации. В некоторых случаях лучше подождать, например, и сказать позже. В некоторых случаях, наоборот, надо поторопиться. Где-то, то есть, ну, все зависит от того, на что ты нацелен. То есть, если ты нацелен на конструктив, на какой-то, да, на объединение людей, то надо обязательно подбирать выражения, все так, чтобы это действовало на созидание, а не на разрушение. Но это как бы, да, Артем, ты бы политиком поэтому не смог стать. Потому что вот прямолинейность такая, это все-таки зло. Надо уметь лавировать между интересами, понимать, что за человек, если ты будешь действовать так, то как он себя поведет, насколько это там будет сочетаться там с интересами других людей. Надо, чтобы это сплочало группу, а не наоборот. То есть на какие-то такие разногласия, недостатки закрывать глаза, и это все отодвигать, как бы, да, а наоборот то, что объединяет, об этом говорить постоянно, и вот такие вещи, как бы. Но это не всегда приятные вещи, но это необходимые вещи, чтобы не разваливалось все. Так. Хуже, так, авторизация у нас с 1 декабря. И закон о СМИ у нас ввели намного раньше. Ну, это такой себе закон. Зло, конечно, но люди как читали, так и читают. Как писали, так и будет. Только комментарии не будет писать, но это как бы такое дело. В соцсетях можно писать. Так, вражки страшнее, еда вообще говно. Ну, еда, да, но еда это как бы не совсем про политику. Про политику вот санкции, к примеру, да. То есть вот эти антисанкции российские, они привели к чему? К тому, что россияне теперь просто больше платят за те же самые продукты, которые они покупали до санкций. То есть все это есть, все осталось, только теперь это идет через посредников, которые наживаются на этих санкциях, и все. А платят за все россияне, естественно. Ну, вы любите Путина, платите за это. Вам нравится вот эта имперскость, типа вы там нагнули Америку, там Европу, Гейропу, да, хотите быть ватниками, пожалуйста. За ваши деньги, так, за деньги клиента все что угодно. Нам от этого только лучше. У нас, видите, креветок сколько развелось, ананасов, там всяких омаров, кальмаров, которых не было никогда, в принципе, и быть не могло. Так что такие дела. Интересное дело. Так. Вот. Посмотрим, что тут еще. Так.
Серый кот, что можешь рассказать і про Раду Белорусской Народной Республики, вышэйшы кіруючы орган БНР с 5 студеня 19-го дзейнічае у выгнании. Так он, по-моему, и сейчас, насколько я знаю, в Праге, кажется, в Праге там или где они находятся сейчас, где-то за границей. Левон Косурвила, по-моему, руководит сейчас этим. В прошлый раз, когда было БНР 100, там включение было Белсата из Праги, по-моему. Там они что-то зачитывали, там мероприятие какое-то было. И в этот раз тоже День воли в Варшаве будут праздновать. День воли будет праздновать в Вильнюсе, естественно. Ну, и как бы белорусские диаспоры, я думаю, и в Америке будут праздновать. Все, как говорится, есть. Так, надо, знаете, что сделать? Запостить стрим в этот Discord. А то там я что-то его не вижу. Вот. Пока тут смотрю, уже выдыхается по-тихому. Просто знаете, что я вначале не постил, потому что у меня был захват с экрана, ну когда скайп. А если бы я Discord открывал, он бы перегораживал, поэтому я не стал туда скидывать. Ни в Telegram, ни в Discord. Сейчас надо будет сделать. Код, лучше швейцарская модель или польская? Нет, так лучше это лучше. Но каждая страна, она разная. Нельзя просто взять и сказать, а давайте мы станем вот Швейцарией с завтрашнего дня и все. Нет. Они к этому шли десятилетиями, столетиями. Нам надо ориентироваться, но для этого должны быть люди, которые будут это выполнять, там, да, должно быть определенное там общество, там, восприятие, там, идей разных и все такое. То есть просто сказать, мы там завтра будем, ну окей, ты так хочешь, я так хочу, но этого недостаточно. У нас дофига тех, кто в Россию матушку хочет. И вата, как бы, ну, говорят по опросам, немного ваты, но всякой криптоваты достаточно, которая, если что, будет вредить, сопротивляться. Просто таких людей, которые, как говорится, им права идти все до одного места. Не нужно в пример брать Украину. Украину просто рано пока брать в пример. Она еще на пути развития, становления. Там неизвестно, что еще будет. Там еще, может, реакция начнется. Еще несколько лет там постоит, мало ли что, к чему это придет. Может, начнется реакция еще, и не знаю. Я боюсь, как бы, только не реакции и не попытки ватников каких-нибудь повернуть все обратно в сторону России. Ну и крест я бы на Украине тоже не ставил, как некоторые говорят, вот, все там провалено. Да ничего не провалено. Еще положение такое вот. Может быть так, может быть так. По крайней мере, они сделали шаг хотя бы. Для того, чтобы вырваться оттуда реально из России, из русского мира. А мы пока движемся в сторону России и Путина. Кто бы что ни говорил, что мы там против, мы там это. Ну да, мы против, но видите, наша власть нас тянет туда. Да, сейчас пока проблемы возникли, но кто его знает. Может, они сторгуются там, путиноиды эти, с Лукашенко. Не хотелось бы, конечно. Так, у нас есть своя модель. Да, у нас есть своя модель, и у нас как бы свой уникальный опыт. Поэтому Швейцарии мы не сможем стать в точности. Ни Исландии, там, ни Польши. Даже с Польшей у нас очень разная ситуация. У нас, к примеру, влияние религии, оно не такое совсем. Да, у нас там большая часть, говорят, что религиозные, верят там православное большинство. Но это такие православные атеисты, как и Лука. Так, нет ни одного кремлевского канала на мове. Конечно, потому что они не признают, в принципе, независимости Беларуси. Зачем делать такой канал? А, кстати говоря, в самой России там, по-моему, есть какие-то локальные каналы, может быть, на каких-то языках, там, кавказские какие-нибудь, не знаю, там, какие-нибудь эти карельские, там, башкирские, может быть, там есть на их языках, татарские, да, но там тоже проблемы. В Татарстане там с языком были какие-то проблемы, скандал какой-то в школе. РБНР якось істотно впливає на політичне життя оппозиции Беларуси. Ну, не знаю. Может, они помогают каким-то образом. Но это как бы такое, скорее, как такое духовное наследие, что ли. Вот там, как Зенон Поздняк. Он вроде есть, но его вроде нет.
Он где-то там на Западе присутствует, он там речи толкает, как бы, да, великий человек, человек-легенда, ну и все как-то. А реальное влияние, ну какое у него влияние? Он уже давно уехал, он, наверное, уже не гражданин Беларуси. Гражданин США уже, по-моему. Так, что тут у нас еще? Смотря в чем диверсификация власти на места, хороший пример, да. Степан Сорока нет. По поводу чего? По поводу, Артем, ты ответил по поводу того, как воздействует РБНР на современную оппозицию. Да почти никак. Рада БНР это символ. Во-во, да, Артем, вот это правильно. Это просто такой символ, да, на который ссылаются, типа, вот там великая была БНР, там республика и все такое. Ну да, это здорово, прекрасно, но мы же видим, что они никакого влияния не оказывают. Хотя наша власть, я думаю, Лука был бы не против, если бы они, к примеру, признали его режим преемниками БНР, к примеру. Ему бы это было прекрасно. И вот эту ситуацию с Радой в изгнании разрешили. Но они же они на такое не пойдут. Кстати, у нас госканалы вещают, а ОНТ, СТВ, БТ на территории РФ не вещают. Хоть у нас равноправный союз, как Лу говорит. Ну, Лу говорит, ему, знаешь, верить, это себя не уважать. Кстати говоря, в интернете можно найти, посмотреть, а в телесети их бы все равно в России никто не смотрел. Смотрите, украинские каналы тоже. Вот когда Майдан, все это было, пропаганда Киселевщина вещала в Украину, да, а оттуда противодействия не было. Поэтому россияне многие зазомбировались. Ну, естественно, Путин бы все равно все перекрыл, он бы не позволил, чтобы россияне получали информацию адекватную с другой стороны, с украинской, по ТВ. Но и не было, то есть там у них, по-моему, трансляции. То есть, ну, нет запроса. Понимаете, они великоимперские шовинисты, им не нужны какие-то местечковые там каналы. Такая вот идеология. Их бы никто не смотрел, это как бы неинтересно. Так, нужно, чтобы в РФ были каналы, которые бы вещали на мове. А их бы никто не понимал. Большинство россиян говорят, вон, когда ты спрашиваешь, типа, чё, как, они белорусскую мову не понимают. Украинскую это вообще, про польскую я там не говорю, для них это вообще китайский язык, они не понимают. А мы понимаем российскую, и украинскую, и даже польскую немножечко. Вот так вот. Поэтому тут такой вопрос. Там бы не было запроса, никто бы там на мове не смотрел. Ну, кроме белорусов, может, каких-нибудь украинцев, которые там работают. Они, может, смотрели, но и то опять-таки. Путин же не разрешит, что это ему, понимаешь, какую-то колонию там равнять со своей великой державой. Он же Путин. Так, раньше говорили по 1000 что. Так, наконт мовы. У Боливии, здаецца, 36 дзяржаўных моваў. Самая паспяховая са светаў гэта Эстонія. У Швейцарии у кожным кантоне одна мова. Так, точно у российцев забомбит, если будет на мове. Я думаю, они об этом особо не узнают. Ну, режим не будет им оповещать. Да просто никто не будет смотреть. Они включат, типа, о, прикольно. Какой-то язык не такой. Не русский вроде. Что это такое? Это польский или украинский? Или какой-то? Может, это литовский? Переключу. То есть, ну, вот так, я думаю. Так. И повсеместно белорусские школы. Ну, по крайней мере, там, где есть запрос, там надо, да. А так и люди хотят, многие учиться, а им не дают. Говорят, о, у нас нет специалистов. Тогда просто не принижать себе мову и не трогай рост язык. Вот. Соблюдать реальное равноправие. Я сбросил статью тут буквально до стрима. Пришла ВКонтакте, мне написала какая-то группа там оппозиционная. Интересная статья, как белорусские, ну, руководители там БССР, белорусская интеллигенция пытались отстаивать белорусскую мову в 20-е годы. То есть были тогда потуги как раз вот на эту тему, что, например, мало реальной какой-то литературы, там кино и прочее. То есть то, что, к примеру, российское, да, ну, в РСФСР снятое там, да, кино и вообще такое вот на тему там России, Российской империи, там все, российская классика, все это переводится, да, или показывается так,
и выдается под видом, это типа общесоветское, да, то есть не российское, как бы, а общесоветское. А когда вот белорусы свое что-то делают, то тут сразу начинают говорить, это национализм, там, это фашизм, это там национал-демократизм и прочее, вот, все это нельзя. Типа, когда у нас равноправие, да, союз равноправный, там, кто там его заключил, Украина, РСФСР, БССР и Закавказская республика. Но по факту, когда вот эти другие страны, кроме РСФСР, свою культуру пытаются там проталкивать, то это типа национализм, там фашизм и прочее. А когда Россия выдает свою, там говорит, это не российское, это общесоюзное. То есть вот так вот. И поэтому это все можно. Как бы. То есть это всегда было. Вот этот имперский шовинизм. Это не только вот сейчас Путин там придумал. Это было всегда и в Российской империи, и в Совке, и в раннем, и в позднем, во всем. Это зло. Дело производства на 2 языка, а не только на русском. Вы, видимо, плохо закон о языках знаете. Так, все сайты на 2 языках. Ну, многие сайты и так имеют двухязычную версию. Правительственные, например. И СМИ. И некоторые СМИ. Ну, по поводу БТ, ОНТ не знаю. А тот же Белсат, к примеру, там вообще несколько языков. И там какая наша Нива, по-моему, там тоже русский, белорусский есть. Другие, Орша, Ел, там местный портал, многие имеют языки, так что тут претензия, не знаю к чему. Так, ладно, тогда это мы пропускаем. Так. Нічога не просто, мова гэта самая важная политика. Важная, согласен. Я не говорю, что она не важная. В том числе важная. Но и экономика тоже, потому что если страна будет днищем, то народ будет просто уезжать, причем самые лучшие люди. Вот сейчас, к примеру, люди уезжают, тоже нет перспектив. Нахрена это надо? Вот люди валят просто и все. Самые лучшие, да. Самые умные, там, самые успешные, которые могут что-то добиться. У кого есть воля. Те, кто реально сражается там за права, за какие-то, они тоже часто заканчивают миграцией. Их отсюда выжимают, выдавливают. В итоге останется, как африканские вот эти какие-нибудь колонии, где говорили, вот, белые все деньги забрали, там, они свою культуру навязали, а давайте мы выгоним всех белых, там, экспатов всех повыгоним, все отберем у них, и тогда вот мы станем богатыми, счастливыми и будем свою вот эту африканскую там культуру толкать. Ну и чего? Все уехали, и страна рухнула. Вожди бегают там полуголые с автоматами, друг друга мочат, и ничего хорошим это не закончилось. Так что тоже надо меру во всем знать. Я против этого, конечно, против языка ничего не имею. Вот. Так вот, первое, что тебе предлагают, это переводчика. Вот. Так, а что там Nightbot удалил? Не знаю, кстати говоря, чего это Nightbot придрался. Так. Надо будет посмотреть, чтобы установить сообщение, попробовать или каким-то образом. Вроде ничего там такого нет. Троеточие. Алексей будет заниматься блогерством. Надеюсь на вашу поддержку. Ну, поддержим. Но все зависит, Анатолий, от тематики. Понимаешь, если я буду не согласен с его позицией, я не буду пиарить такого блогера. Если он будет там какой-нибудь имперский шовинизм продвигать или что-то такое. Понимаешь, как? Это тоже важно. Так. Если бы по БТ показывали иностранные фильмы с белорусской озвучкой, то этого способствовало популяризации мовы. Да, вполне. Власти не хватает креатива. Они могут увеличить количество часов в школах, но и у них не хватает креатива. То есть проблема не в том, что у нас белорусский язык никто не знает. Знают все. Его все изучают в школе. Достаточно. У нас нет такого сферы употребления. То есть люди не находят, где на нем говорить, для чего. Так, а власть могла бы, кстати, поспособствовать и на этом неплохо выехать здесь. Но видишь, им это не надо, или не хотят, или не могут, не знаю. Так, с репоста вообще-то у нас сажали. Там статья за экстремизм скорее. Репосты это как бы предлог, просто оно рассматривается, что вот ты, допустим, распространил там что-то. Так,
лайкнул, например, порнофотографию или что-нибудь такое, тебя посадят, но не за лайк же, а за распространение порнографии статья будет. Можно сказать, что и за лайк, но это такое себе. То есть у нас нет статьи за то, что там за лайк конкретно. Факт в том, что ты лайкнул не то, что нужно. Если бы ты лайкнул там цветочек какой-нибудь, тебя бы не посадили. А то, что ты лайкнул там порнофото или, например, Mein Kampf, то это другой вопрос. Тебя же за экстремизм будет сажать. Правильно или неправильно, это вот другой уже вопрос. Но факт то, что сажают не за лайк. То есть важно понимать суть. А за содержание, то, что ты лайкнул. Если бы просто за лайк там всего чего угодно туда. Или за какой-то нейтральный. Ты там что-то такое лайкнул, там и все. Другое дело, что могут, к примеру, экстремизмом признать такие вещи спорные, которые не относятся к этому. Так, мову з дзіцячага садка толькі тады будзе сэнс. З другого класа гэта больш насилие, як чужая мова. Ну, с дзіцячего садка может быть и так. Ну смотри, кто работает в детских садах? Воспитатели. Они там получают копеечную зарплату. Туда берут там, ну, кого угодно, кого попало. Тех, кто способен, кто туда пошел. А чтобы всех обучать там белорусской мове, это надо достаточно преподавателей, которые разбираются, там, да, знают белорусскую мову. Где ты их столько найдешь, там, желающих, которые будут за 200 рублей там работать или за 150. Увеличить зарплату, ну, у нас государство бедное. То есть это все упирается в целую кучу разных проблем. Ну, конечно, было бы в теории, если ты говоришь, что да, это неплохо, но это пришлось бы много чего еще сделать. Партизан блокировали, да, партизан блокировали, а потом перестали блокировать, когда они перешли там на какой-то другой хостинг. У нас просто единичные такие случаи. Блокировали, но это не Чебурнет, понимаешь, Freedom? Чебурнет это не тогда, когда сайт блокируют какой-то, а когда сети замкнутые. Когда нет выхода в интернет вообще физически. То есть ты не можешь туда выйти, как бы ты ни захотел. Ни через VPN, ни через что, потому что нет соединения с интернетом вообще. Это замкнутая сеть. Локальная сеть такая на уровне государства. Так. Но код это массовые СМИ, в отличие от Россми. Что массовые СМИ? Желтую хартию блокировали. Да, блокировали желтую хартию, и как бы никого от этого не тепло, не жарко. А у них там в соцсетях есть группы. Я, в принципе, хартию особо-то не читаю. Там так, постят все, что попало. Но я не считаю, что хорошо блокировать хартию. Просто, опять-таки, я не понимаю, зачем ее заблокировали, если это такое СМИ. Могли бы оставить, да, наоборот. Если бы пропаганда у власти была помощнее, да, люди там пограмотнее, то они бы наоборот хартию не блокировали, а ее бы на мемы разбирали, к примеру. О, смотрите, вот там фейк они сделали, да. Нашли бы какого-нибудь своего там шария локального уровня белорусского, он бы разоблачал там хартии, белсаты, к примеру, какие-нибудь. Ну, у нас же власть тупая, она ни на что не способна. Они только способны ОМОН с дубинками пригнать и все. То есть действуют очень грубо, очень топорно. Так, народ Беларуси, так кто интересуется историей, знает, кто не интересуется, не знает. Да, а так народ Беларуси это очень широкое понятие. Народ Беларуси это кто? Это вот все, кто живет на территории Беларуси, но у всех разные интересы. Так, по сути БНР это символ, Рада БНР это тоже символ. Так, не, ну такого не будет. На Чебурнет для нас Лука не пойдет, а антишники рухнут. Тогда поэтому вот не пойдет. Кстати говоря, тут тоже вариант. В Северной Корее, там же тоже есть интернет. Только он для тех, для кого надо. То есть у определенных людей, там определенных чиновников, там у руководства, у них есть доступ во всемирную сеть. Да? А для простых корейцев, для остальных, для них Чебурнет. Так и тут для айтишников в ПВТ, к примеру, могут сделать для того, чтобы можно было, допустим, там работать им, да. Они ему сделали там английское право, к примеру. А для простых и Чебурнет сойдет. И чебуреки в столовой с тухлым мясом. Так, в Канаде
Оттава вроде. Торонто. А, Сурвилла в Канаде. Ну да. Так, а какая наша модель? Наша белорусская экономическая модель. Хрустальный сосуд за стабильность, как говорили 10 лет назад. Сталин заселил россиянами в стране. А если бы не заселил, у нас треть населения погибло, в принципе. Вот. Он заселил вместо. Ну да, и репрессии там еще плюс тоже. Так, модель отойти от РФ и стать самостоятельной страной. Так. Татары, буряты, школы. Так. То бок москалі гэта белые люди для нас тутейших? Нет. Для нас тутейших. Что значит вообще выражение белые люди, черные люди? А я считаю, что в принципе в стране все люди как бы да равны. Так. Появились большие рекламные щиты с соцрекламой на белом языке. А раньше что не было разве? По-моему, были. Так, ну скажите про это учителям истории Беларуси, на каком языке они преподают. Так, я сам выкладаю, ва ўсіх шок был от переходу на Рус'яз. Чего? Что преподаватели белорусской мовы сейчас на русском языке что ли преподают? Это как вообще? Честно говоря, не понимаю, как белорусскую мову на русском языке. Так, сады берут ПТУшниц. Да, потому что, ну, кто будет там работать еще? Это и вопрос денег, и вопрос желания, кадров, кто-то пойдет. Так, в Польше белмову называют литовской в очередной раз. Убеждаюсь, что раньше мы были литвинами, конечно, и поляки это прекрасно знают. А жемайты пытаются себе присвоить это. Наследие ВКЛ. Курсы мова на ново. Это опять-таки для желающих, понимаешь. Кто хочет, тот идет. А заставить из-под палки опять-таки ничего не пойдет. Так. Или студенток из педунивера. Так, кибер подтверждаю. Так, не белорусы же. Тонин Марцинкевич бы обиделся, что его обозвали каким-то белорусом. Да, он бы, наверное, обиделся. Так, ну этот термин придумали же как раз таки вот эти имперцы, западнорусисты. Учебник на русском сейчас. Ну что есть, то есть. У нас вот сейчас государство Республика Беларусь. Мы белорусы, как бы, да. Хотим мы или нет. Мы наследники ВКЛ в том числе. Так. Кибер, да, у нас классификация. Так, преподы не волнует на каком. Так. Что-то там внутренние какие-то споры, разговоры. Так. Я констатирую факт, а ты на это закрываешь глаза. Очень. Опять какой-то спор там. Опять какой-то спор Фридом там развел. Так. На москализме национальные идеи. Москали знищили Новгород, Пскова уже нема, Удмуртии, Чувашии. Так тут вопрос, смотри, в чем, Вилли Бельский. 100 лет назад, или 200, или 300, у нас на каком языке разговаривали в Беларуси все? Ну не на русском точно. И как? И вот сейчас мы вот здесь, да, вот тут, где мы есть. Вопрос. А как это помогло? То просто когда националисты там какие-то упоротые прям вот пытаются говорить, что все, вот мы сейчас все 100% непонятно каким хреном заговорим на белорусской мове и все. И в стране сразу все зацветет, станет прекрасно. Ну, я только за, окей, пожалуйста, увеличить число там часов, нанять
грамотных пиарщиков, которые там какие-то компании проведут, чтобы народ заинтересовать. Я только за, пожалуйста. Но важно понимать, что это недостаточно. Опять-таки, никого заставлять силой не надо, иначе это будет вызывать только противодействие, даже наоборот. А с другой стороны и говорить, что вот если все заговорят на белорусской мове, то все прям прекрасно станет, и все, и Путина там, москалей всех победим. Да нет. Вспомните вот 100-200 лет назад, что было. Все говорили на белорусской мове, и что? Это помогло? К чему это привело? Ни к чему. Это недостаточно, и это не самосуть. Просто некоторые сводят все к самосути. Вот все, 100% там белорусской мовы ведем, и все, и заживем чудесно, у нас рай наступит. От этого не наступит. И сделать, чтобы это сделать, как ты это сделаешь? Без экономики никак. Это параллельно надо развивать, как минимум. Потому что если развивать только экономику, а на мову забить, то тогда да, это тоже плохо, это ни к чему не приведет. Страна вряд ли тоже выживет. Некоторые вот говорят, что вот, когда там экономика пойдет в плюс, то и мова потом догонит. Не обязательно, может и не догонит. Если русский язык везде все основа будет, то с чего бы потом мова стала развиваться? Должно быть параллельно. То есть люди национально сведомые должны провести грамотно реформы, страна должна начать расти, и они должны проассоциировать успех экономический вот с этой национальной культурой. Они должны тогда начать пиарить всячески мову, там и рекламные кампании какие-то, и там все остальное. И увеличить количество часов и все остальное. Потому что если ты просто увеличишь, это ни к чему не приведет. Вот. Это такой комбинированный ход. Вот тогда будет эффект, и все будет. Так, что тут у нас еще? Так. Я говорю так, это между собой там какие-то споры. Китаец спокойно может получить гражданство РБ и стать белорусом. Да, я считаю, что этнический национализм это уже пережиток прошлого. На этническом национализме ты уже ничего не построишь. Вот Гитлер, наверное, последний, кто пытался чем-то там сделать. Вот Путин, ну, Путин это тоже, это прошлый век. Гражданский национализм есть такое. Вот ты белорус, у тебя белорусское гражданство, да, паспорт белорусский, ты живешь в Беларуси, ты любишь свою страну, ты готов ее защищать и готов, так сказать, да, работать на ее процветание, да, развивать ее каким-то образом. Все окей, ты белорус. А какого там у тебя глаза, там узкие или широкие, там темная кожа или белая, какая это разница? Ты русскоязычный, там белорусскоязычный и англоязычный может быть. Это не столько важно. Да, конечно, культура, там все это необходимо помнить, необходимо развивать. Но на этническом национализме сейчас, особенно в нашей стране, ты ничего не построишь. Если ты будешь особенно заставлять людей силой что-то делать, изучать, сказать, все, ты будешь на белорусской мове только говорить, все, только попробуй там. Во-первых, Путин этим-то и воспользуется как раз. И ватники, они скажут, о, фашисты, бульбофашисты завелись. Вот мы как раз этого ждали. Вот в Украине там закон против языка ввели, мы там на них напали, оккупировали. О, сейчас белорусы подошли. До этого как бы не за что было зацепиться. А вот реальный бульбофашизм появился. Все, давайте-ка мы этим воспользуемся. Это первое. Второе, сопротивление. То есть неважно, что, как, если ты человека заставляешь что-то делать, неважно что. Может, это даже несущественная какая бы вещь, и он бы, может, это даже и сделал. Все равно это вызывает отторжение. А почему я должен делать то, что мне там приказывают, что-то вот такое, что меня заставляют? Это право свободное моего выбора. Как хочу, так и делаю. Все. Да, это там важная история, культура, но человек должен к этому сам прийти внутренне. И государство должно к этому подталкивать. То есть всячески наводить, популяризировать, чтобы люди сами этим увлекались. А когда ты будешь просто силой заставлять, ну, это ни к чему не приведет. Вот. Такие дела. Поэтому гражданский национализм, я считаю, это гораздо более успешная была бы тема, чем этнический. Так, я как-то Бреста говорила, что у нас в Минской области на русском говорят, а он меня троллем обозвал. У нас тут тоже все практически на русском говорят. Ну, в деревне где-то там, может, на Торсянке на какой-нибудь. А чтоб на литературной белорусской мове, ну, на уроках белорусской мовы, да, говорили там, когда учился. Ну, и плюс историки, краеведы, оппозиционеры. Это да.
И то старые оппозиционеры, типа там Статкевича, они на митингах вот, говорят на белорусской мове, а так они, в принципе, тоже русскоязычные, насколько я понимаю. Так. Имперцы обычно делят людей по крови, они делят людей по всему, чему угодно. На высшие и низшие расы. Вот это фашистские, вот эти нацистские всякие фишки. Так, вертать мову потрохи на подмурку своей натекавейшей истории рыцарства и так далее. И с детства. Да, вот, отлично. Просто все это добровольно должно быть. А так, если ты приходишь и говоришь, так, все, там, с завтрашнего дня, чтобы все, чтобы всегда, там, вот это вот сабтоны, принуждение, это все, это не есть хорошо. Тем более, когда соотношение такое, что, например, много ваты, там, пророссийских всяких ватанов, предателей, которые готовы, как бы, и так сдать страну, а ты им, как бы, даешь карт-бланш. Так. Так, Зайцев, в стране надо сделать белорусский. Нельзя детям рассказывать историю рыцарства. Ну да, история рыцарства это там 5 класс, уже 6, наверное, начинается. А детям в детском саду рассказывать историю рыцарства это малость. Во-первых, им не интересно будет, во-вторых, это как бы, ну, все должно быть по возрасту. Программы тоже составлялись не просто так. Литва – это слово славянского походжения. Вот. Они считают, что это вот они жемайты эти. Что вот они Литва, там племя было литовцев, они там всех захватили и построили государственность ВКЛ. Так, государство не должно трогать частников. Так. История рыцарства строго 18+. Ну да, там жесть просто бывает. История рыцарства. Так. Так. Ясно. Так. Мушкетеров можно. Мушкетеры это что же? Это 17 век. Это 6 класс, наверное, или 5. Это как раз вот... Нет, подожди, 5 класс это у нас что? Это древний мир. 6 класс обычно вот была история, это история средневековья, а 7 класс это новое время. Ну, как раз это уже взрослые, как говорится. Мушкетеры, 17 век это новое время. Так что все можно. Добрый всем. Ох, опоздал ты уже, Лисок. Я уже как бы все собираюсь. А то 3 часа отстримил, как бы это стандарт такой. Сначала стримили втроем, потом я один остался, поговорил, как бы, ну все. Сейчас буду заканчивать стрим. Чат я догнал немного, почитал. У меня в свидетельстве о рождении написано, что я поляк, но я считаю себя белорусом. Ну, у многих написано, что русские, они там тоже белорусы. Это как бы такое дело. Тут, видишь, совок был, а теперь развалился, и люди остались, например, у которых этнические корни из других совсем народов, из других стран, они остались в разных странах. Там русские в Литве, там какие-нибудь, не знаю, там латыши в Казахстане, там что-нибудь такое, ну. Поэтому вот этнический национализм в том числе не сработает. То есть у нас есть люди, которые остались там с давних пор русскоязычные, они живут, там у них семьи и все остальное. И если ты их будешь заставлять, естественно, они будут за русский мир. То есть ты говоришь, давайте мы вас принудительно белорусизируем, а Путин говорит, я за то, чтобы была там демократия, русский язык и все остальное. То есть, понимаете, это такое вот подмена понятий, да, такое вот лукавство, но они скорее пойдут за пыней, такие люди. Не потому, что они там предатели и все, а ты их просто сам вынудишь. Если ты будешь их нагибать и унижать их достоинство, да, и заставлять их что-то делать, а Пыня скажет, нет проблем, будьте русскоязычными, будьте там какими хотите. Естественно, потом, когда они уже станут частью России, их нагнут, они поймут, в какую жопу они попали, но до этого Путин может воспользоваться вот таким положением. Как, кстати, Россия всегда и пользовалась. То тут православных угнетают, то тут и там еще кого-то угнетают. В Украине они этот код использовали. Так что такие дела. Программа школьная по истории по-дебильному строится. Так, самая мякотка средневековья и древнего мира остается неизвестной. Ну так, а что ты тут сделаешь?
Кто хочет, тот углубленно потом изучает. Ну что, ладно, будем тогда прощаться. А то уже мы застримились немножко. Кто хочет, в Discord, кстати, можно перейти, продолжить еще разговор. Ладно, все, на этом спасибо всем за внимание, кто смотрел стрим. Всем до свидания. До побачення. Живе Беларусь!